Байраю асса. Ма авзаги тухамма фандуй кварцардикан насчет сохранения астинского языка. И еще один вопрос там. Проект миллион осетин. Один автор в ленте новостей я увидел, который о своем проекте говорит, я там комментарии оставил, а потом еще, помню, в телеграм-канале начал, тоже есть этот канал, проект, помню, сейчас не знаю, есть он или нет. А майма фарстата райтон датума. Конкретно так я ничего и не узнал, на все вопросы ответить. То есть человек, который о идеологии, о культуре говорит, суть цель просто проект какой-то, чтобы что непонятно. Говорит о рождаемости, повышении рождаемости. Но нам не количество, а качество нужно. Значит, человек, если говорит о культуре, о идеологии какой-то, да, то бишь для него культура, это сохранение культуры, это количество осетин, но не качество. То есть человек, который говорит о идеологии культуры, где идеология, где культура и где вопрос рождаемости. Причем здесь культура и рождаемость. Вот мне непонятно, может я чего-то не понимаю. Но насколько я вот недавно в ленте новостей нашего блогера послушал, он говорит, что, допустим, если речь идет об новостройках, там, что им какая-то будет возможность даваться, там, в ипотеку взять, то там сколько это стоит квартира одна. Во-первых, чтобы долги свои оплатить, эту ипотеку, это сколько должны работать родители, помимо того, что ребенку очень много чего надо одному. Да, и как мы все видим, делают человечники, сельхозугодия, да, вот с недавними, вот когда начали скот забивать, ни с того ни с сего. То есть всех вот, загоняют в какие-то рамки человека, где он как раб должен, да, на эти долги оплачивать. То есть этот человек говорит о проекте, но что-то не видно конкретики, что он предлагает. Бесплатно что-то? Или что это? Вот может я что-то не знаю, просто сколько я уже сталкиваюсь, вопросы задаю сам, конкретно так и не понял, что он предлагает, что за миллион осетин. Во-вторых, сами знаете, сколько земель уже, участков раскупают там под бизнес, там под туристов все делают. И традиции все под туризм, под туристов. Ради денег. И квартиры все в новостройках-то, поэтому такие очень большие, высокие цены. Фред, у тебя нет случайно родственников из Саламовых? Нет. Я знаю, что вот откуда мы выходцы, там есть Лесгоры, мой род с Лесгора, туда мой предок из Асии пришел, Асия отсюда и Лесгорма. Ен суваре хатца гагухунте, ма Лесгоре арбунатку-то, Бундор майордаге мамукакра отсюда, бера муккакташе, однофамильцы.
Чехтисовы, Артута, Мандарта, и многие из них, они на равнину ушли. Раньше ж фамилий не было, имена. И они, когда ушли, о них ничего не известно. И черт знает, сколько у меня родственников еще есть с фамилиями ходят. Там, это надо ДНК всем провести, чтобы узнать. Но остались, помимо других фамилий, вот Бетан и Чехтис. Это эти, Арватов-то. Ма Чехтиста Тифай, Тифкуатте, Чумавичатте, вот шлехданца урдаги. Тапамбунаттам она. Мам Махбабайзадан, Бетанта. Мамах лесгоры Гагукатте, Сатайхаца карцуды. Ну, у Сата был там сын Малцаки, от Малцага вот Бетан пошли сыновья его. А другой Гагу он образовал Донифарское общество, оттуда, это я недавно узнал. Я не знал, что он еще с Гагу неким пришел. От него пошли Найфоновы, Кануковы и другие. Еще какие-то, я не знаю. Если среди них есть еще фамилии, которые, кто с Донифарса вышел, то это мои родственники. А так, по маминой линии, там, Хастаевы вообще с Охиевыми, с Мизура вышли. Дзагуровы, Дзагурта, Царикат, Бера, Загалта, Загаловы. А Загаловы, моя бабушка Загалова, они из Галята и Ралецканца. По-моему, ордома Галятма Токинанцама Загалхунта има ордома ляхдай. Кад нарадуин, азайкудзону. А бабушка, они в Урздоне жили. С Урздона. В общем, я потом также узнал, что вот мой дядька Караев есть, говорят на иронском, оказывается, с Лесгора выходцы Караевы. Мой дядька Рохсагот Каратей Кайзута Марат Лешкиной. Он последний, в полиции работал. И вот это я тоже не знал. Потому что Караев обычно на иронском говорят, и ты думаешь, что они выходцы вообще с другого откуда-то ушли. А тут, оказывается, с нашего Лесгора. А потом оказалось, что вот кто-то исследовал и квайсинцев связывал почему-то с лесгоровцами по языковой лингвистике. Что-то схожее есть, что-то общее. Именно с квайсинцами, с квайсой. Не знаю. Потом, по-моему, с не туальцами, а лагирцами. Или я уже не помню, не буду врать это. В общем, у Лесгора своя история. Мы единственные, кто не поддались там. Еще вот там другие сословия, но мы кабардинским князьям, независимость отвоевали, мы независимы были. Ни от кого. Потом там древнейший наш Дзуарес фамильный, Ковды один раз в год, Анзиохату, Таши, Файтон, Донифар, Лесгор Кубафар сайта Ютубе, вот eu археологами. Там именно кубанская культура, очень сильная концентрация. Нашли там, археолог говорил, первый очень древний доменные печи, где металл делали. Одни из древнейших. И, в общем, Кубан. Потом Ваига там нашли скинутого, раскопали, он вниз головой
То ли его скинули, что-то там. Потом, в общем, там я наверх, там одна фамилия еще, помню, осталась. Кумбулта, по-моему. И сначала, там вообще такая история была, что когда мы с отцом туда приезжали, там, знатно базуй, хардама. И там за старшего всегда садился из Ечиковди, Бетанников Никола Хунты, из-за Бетанти Никола, из-за. Можете посмотреть старый документальный фильм об этом празднике, очень древний. И там, помню, старшие постоянно говорили, что там самая крепость, то есть башня большая, она выделяется в Лесгоре, она, сколько я слышал всегда, что это Бетановых. Наша фамильная башня, и всегда нам говорили, что, старшие, что влиятельной была именно наша фамилия там в ущелье. А потом там, в общем, Хелара Ауадей поссорили. Что-то было, я подробно не знаю. И Бетановы уже, кто там еще фамилия одна осталась, мы туда уже больше не ехали. А я иногда сам или один с друзьями туда поднимался, и, в гости как бы. И вместе с ними там делали такой большой пирог. В общем, очень большой и необычный. Он и сладкий, по-моему, был, с сыром, с кусками сыра. Такой вообще в Осетии нигде ни на одном баракбоне я не видел, не знаю. Но там очень такой большой делали. Он толстый. И внутри большие сладкие, и внутри большие куска сыра. Туда свечки ставили. В общем, там своеобразный. И еще добавляли жир, фил, как на роду. Вместе с этим. Там в определенное место поднимались. Туда очень сложно вообще зайти. Там через какие-то узкий проход. Там очень высоко надо было барана завести, там занести. Там, в общем, с ними поссорились, и потом, кто не туда, то там ниже немного делали мы всегда. И потом смотрю документальный фильм, и вдруг ни с того ни с сего эта башня, там представители Леоновых фамилий говорят, что это башня Леоновых. И я в непонятках думаю, сколько времени я с отцом туда приезжал, наши старшие всегда говорили, что это наша башня. А тут в документальном фильме говорят Леоновых. Я в непонятных остался. И сейчас тоже, я задаю вопрос, я не знаю, что это такое. Потом там я, в общем, сам, когда поднимался, Сарма Кухистан, Фаэтон, там археолог говорил, этот, кто раскопки вел, там такие большие крупные камни вокруг идут, как Стурнихаз, старейшин, типа совет старейшин, и они прямо розетанные, углубленные, там видно, что они сидели, большие камни такие. И я увидел там один камень с такими углублениями, маленькими дырками такими. Я помню в документальном фильме, я учидер документальное кино Еудзурта, едар история, Рохсаг, Байронхтон, Куттерхунта, известный такой человек, и он говорил, что это чашечный камень, и на Кавказе их всего, говорит, 3. На тот момент, сейчас не знаю, может еще кто-то. Я как раз таки там увидел, именно такой камень. А он астрономический, типа, считается, они там что-то вычитали по звездам или что, я не знаю. И там посередине большой такой камень. И археолог говорил, что это жертвенник, и там типа какой-то культ проводили в сторону Луны.
Масака, ну, казонную, кто-нибудь слышал, говорит, это, ну, надо исследовать. Салама, вы тоже Сурдоны, а почему справа вы так похожи, как будто оно лицо и разговариваете одно один в один? Я Саламова знаю, вот бойца ММА, перспективный, недавно он нокаутировал. Вот Тернаев пояс головы. Все, кроме нас, пояса еще. Это что такое? Что-то мы вообще по спорту. Вот ленты новостей не смотрели вчера, везде крутят, что увеличилось выбросы вредные какие-то. Очень сильно, насколько известно, на нас повлиял электроцинк. И отец еще, помню, говорил, Рохсагота, Гасмаку Атеодзурта, даже если дан его закроет, то, что он выбросы сделал, они же оседают и испаряются. И это тоже там тяжелый металл. И сколько насчет этого электроцинка митингов, я помню, было, люди постоянно приводили факты онкологии. Но правительство как говорило, что это там власть единственное то, что нам доход приносит. Ну не знаю, надо же как-то ко всему разумно относиться. Зачем нам какой-то доход, если он наш генофонд разрушает? И мы сами виноваты. Во всем народ должен понять, что если мы не захотим, себя не начнем вместе, никто ничего не... Все будут... Большинство только ради денег что-то хотят делать. Вот этот золотой миллион, что-то еще, что-то. Проекты какие-то. В основном. Все хотят деньги заработать. Есть моменты, которые сами люди могут сделать без всяких проектов. Допустим, вот я смотрел там, женщины себе вот от ожирения операции делают. Но это же сам человек может заниматься спортом физически и быть стройным, здоровым. Но не хотят же. Вместо этого липосакции и все остальное вот эти. Трудиться не хотят большинство, что-то делать, а хотят, чтобы им этот найсер на себя подключить, и он будет тебе дайсер. Конечно, столько людей раком заболели из-за этого электроцинка. Это одно, но выхлопные газы, в атмосферу сколько выбрасывается этих, от одних этих вот войн, сколько от этих ракет, от этих, ну это сколько всего ядов. Никотин, мужчин, вот почему никто не говорит, как будто так и надо, почему мужчины курят, почему вайпы курят, кто эти табачные открывает. А потом мы осуждаем кого-то, если мы сами себя отравляем, сами себе фашисты. И ждем какого-то пастуха, который нам что-то организует. Ну, если мы сами ничего... Нету цели в обществе, нету связи с культурой, с народом и формированием народа, то какой мы народ? Нету народа. Народа давно, по сути. Осталось просто название символические, культура, традиции, мы их делаем. А вопрос, вот я постоянно размышляю. И вот хотел вам такой вопрос задать, опубликовать. Ну, я много чего хочу всегда опубликовать, но вот такой вопрос. Вот для чего нам традиция, если то, что я перечислил, вот это происходит? У традиции, Ахдав, есть предназначение. Что оно нам дает? Если мы физически... духовно деградируем, культурно ассимилируемся, невзаки, софы, все суммировать. Так что нам эти традиции? Наверное, на меня смотрят, думают, что я самый традиционалист там.
Ну, в таком случае я самый не традиционалист. Почему? Потому что, получается, я клон какой-то, о традиции говорю как развлечение, что ли. Я говорю о том, что должно быть актуально, но нам должно что-то давать, как технология, инструмент. Мы давно от мира отстали в развитии, в науке, во всем. А традиции – это и есть наука знания. Что-нибудь мы сделали, чтобы систему верований изучить, конкретизировать и дать ответ, знание, дать, что оно нам дает, где связь. Нету. Миллион вопросов и 0 ответов. И уподобили традиции другим религиям, и все. Заморозилось оно, и все. Но это есть идолопоклонство. Когда-то эти традиции, они разные времена, были темные времена, разные времена войн. И есть там отголоски знаний, которые мы сохранили. Получилось возрождение в мой период жизни. Я способствовал тому, чтобы она возродилась из-за противоречий и дискредитации нашей культуры. Если бы я вам не сказал, вы бы и не узнали, вам бы никто и не сказал. Из приверженцев других носителей там сект и все остальное, которые что и делать, что дискредитирует нашу культуру, называя язычество, безбожие, идолопоклонство. Я из-за этого дал ответ, громко-гласно заявил об этом. И на этот путь встал. И чем дальше я ходил, я конкретизировал. И сам себе удостоверял, там, что я был прав, что это не случайно. Интуитивно, логично, все включал познание, чтобы дать конкретику. Но потом произошло опять застой какой-то, возрождение получилось, вроде пошло понимание. Конечно, приверженцы других религий, это им и не надо, большинство. Кто-то понял и пришел, да, как я когда-то. А кто-то нет, это все бред. Они не понимают, что мы многое потеряли, а чтобы что-то вернуть, это надо голову включить своим, да, трудом, посвятить этому жизнь. Но никто же не готов. Зачем что-то делать, если на готове можно что-то принял уже, люди делают, по течению идти. Против течения же сложно идти. Но это наша культура, наше наследие. Мы не можем просто так взять и сказать, там ничего нету. Кто вам сказал? Ну, если бы еще обосновали, но никто не может обосновать, кроме того, что выясняется, что еще и лгут и везде распространяют ложь о нашей культуре, дискредитацию. И еще когда настолько взяли, смешали и подменили, как будто так и надо. И пропагандируют. А если что-то ответишь, что не поднимай вопросы, ты лезешь куда-то в религию, кто лезет? Я лишь отвечаю по факту, как оно есть. Если бы я на многие вопросы не ответил, сам себе прежде всего, то никогда бы не узнал ни от кого. И кто скажет, что это не надо? Но я слишком далеко ушел. Стадия возрождения, она прошла дальше. Мы ошибку совершили. Оставили на одном месте в виде как дин, вера, и все. И сегодня она стала просто как традицией, мы используем для туристов. 3 пирога, превратили их в культ еды, а не сакральный культ. Да? Все больше появляются авторов, которые там из клубники делают, еще что-то там. Ничего для них не значит. Все равно, что взять крест и от себятину туда нести. То есть не принципиально к нему не относятся никак. Дискредитируют, как будто так и надо. То есть беспринципиальные стали. Сахара слишком много, кушаем и все остальное. Привыкли кайфовать, ничего во благо народа, динса не делать, везде хотим кайфовать, а потом плоды этого вот мы пожинаем. И многие даже настолько неосознанны, что даже не понимают. То есть это у них в рамках приличия, это норма уже.
И так ко всем вопросам народным, культурным, беспринципиально разделены. Но вот эта традиция, оно должно было в корне, она как наука знания, мироздания и природе человека. Но поскольку произошла дискредитация, смешание, подмена, мы забыли после того, как хромой Тимур нас... Оно нуждалось в возрождении. Возрождение получилось, а дальше застой. И просто как элемент развлечения и шоу превратилось в наши традиции. Для приезжих, для туристов. Разве для этого оно предназначено? Для развлечения? Ислам, религии другие для развлечения предназначены. Или христианство. Те, кто церкви, они для развлечения это делают. Может, да, политика там, они знают там. Я не буду говорить. Но вообще сама суть. Для чего это предназначено? Вот так же и к нашему Ахдау нужно относиться. Оно предназначено нам для чего-то. Чтобы нам что-то давало. А когда у человека в руках водка, пузо, курит, еще что-то, ходит там на святыню или что там. Максимум мы что, может, исправили, это начали постепенно водку искоренять. И что теперь, за водку будем говорить? А где не учитываем суточную норму, там, других, детей кормим всякими полуфабрикатами, пальмовое масло, сахар. Они как наркоманы, зависимые, бегают. Они на телефонах сидят, на улицу в играх, у них голова в играх. Это водка, это цветочки. Да, и то есть одно лечим, другое калечим, сплошь и рядом калечим. Хорошо, ты там за традициями водку не делаешь, но все равно идешь потом где-то там пьешь. Ну, это и есть идолопоклонство. Ты же кому это делаешь? Ты же для себя должен понимать, что это тебе прежде всего надо. Ты же типа традиций там пить нельзя, мы исправляемся. А потом смотришь, и они там за культом курят где-то. Да в чем, зачем тебе тогда эти традиции? Это все культура для того, чтобы тебе сказать, что тебе надо для развития. Тебе с неба никто не даст. Хоть молись, не молись, коллективно молитесь. Человеку дан разум, ум, опыт жизненный. И трудом. Это физика, это место силы. Мы после себя только что-то можем оставить. То, что своими руками создали, силой. Воля, сила, цели, намерения, жертвой своей, то, что мы посвящаем, ценность наша, да. А не сидишь там, молитвы, помешанный на молитвах там, где-то в лесах с Богом что-то. Бог там, где наше я, об этом еще Коста мы видим в цитатах его. Весь мир мой храм, любовь это моя святыня, вселенная Отечество мое. Вот храм, какой Кувандон, кому ты это делаешь? Там мы типа служим Кувандону, а потом идешь, как хочешь, что ли, ведите образ жизни. Это не наша культура не рабство, не идолопоклонство, а если ты видишь, что происходит, ты должен осознавать и в массе нести правду или что, чтобы что-то изменить. Какие молитвы? Если бы молитвами что-то делалось, а не делами, тогда бы такого бы не было. Однако почему-то ничего не происходит. Я наоборот больше вижу еще больше суеверия, вот эти шизофренические секты какие-то, концепции. И не поймешь, так кто в итоге, от кого зависит наша беды наши. Одни за жернова говорят, кто-то жернова поставил, это проклятие. Или от хайрагов мы зависим, или от не с той ноги мы встали, поэтому у нас так плохо. Или кто-то нас проклял, или враги нас проклинают. Все мы бессмертные, что ли. Или, мы все смертные рано или поздно, но конкретики же нету, от чего наши проблемы?
Где, как это определить? От жерновы, наш народ страдает от жернов каких-то. Кто-то там камень поставил. Или во сне там то один что-то видит, то другой ему во сне что-то привиделось, и теперь он там на месте Рошехета Гадзуара, там святилище хочет, церковь начал делать. Откуда мы знаем, кто ему что во сне пришел? Ну, насколько мне известно, по моему уровню знания, мир астральный, мир снов – это мир иллюзий. И этот Мангдуне, даже этот мир Мангдуне. И там играет роль мыслеформы. Все, что от ума, это порождено твоим умом. Если ты во что-то веришь, одержим образом, мыслями, мир мыслеформе образов, ты им сам создаешь образы. И откуда ты знаешь, кто во сне пришел? Сам, и это начинаешь другим говорить. В белой горячке пьяница, он тоже с чертиками начинает говорить. С далимонами. И с алимантихатца. Даллаймонта, нижний. Но это же не его проблемы, его лярвы, или как их назвать. Человек зависим от какой-то своей проблемы. Ему что-то видится, но это его, но не других же. И таких очень много, которые начинают что-то видят. Один одно видит, один Вастерджи видит с черной бородой, он ему что-то сказал. Там есть один автор какой-то, в группе у меня был, имя, фамилию не буду говорить, но там типа к нему Вастерджи или кто появился, и что-то после этого он красную курицу зарезал, кровь пустил, потом он с сущностями там связал, связь какая-то у него появилась, и предупреждал, там видео есть, что если мы что-то не сделаем, там, то на нас бомба упадет, там, за деньги что-то, если не ошибаюсь, он говорил, к Путину обращался. Вот как этому верить? А я, когда конкретно не знаю, то не понимаю, начинаю копать, понять, что он себя представляет. Большинство из них, они конкретно, открыто ничего не могут, истерить начинают. И сразу понятно, в чем их какие-то знания, там, потусторонние, если он элементарно, адекватно не может. Только верить. Но зачем мы должны слепо всем верить? Каждый что-то во сне видит, каждый считает, что он какой-то посредник между этим миром и тем. И одним одно что-то говорят, другим. Кому из них что? Пророков полным-полно, Ванги там, за будущее. Зачем нам это надо вообще? Что это нам дает вообще? От того, что здесь сейчас надо делать человеку с пониманием, что происходит, и от этого уводят и начинают какую-то шизофрению вводить, расшифровки. Это же такая опасная тема, и таких очень много. Делают себе поклонников. Я помню, этот такой был, Рохсаг, вот, режиссер известный, Мурат Джусоев. И он тоже какие-то практики проводил, я узнал, время от Самаза книгу выпустил там про энергетические чакры какие-то. И мне интересно было, что за практики у него. Пришел и там свет выключал, и там женщины типа медитацию входили, заходил, там свет включал, произносил звук О, и там женщина одна от имени типа Бога, высшего я, начинала про каждого какими-то непонятными мистическими таинственными, говорить словами. И смотришь, пришел второй, а я же эти все темы тоже изучал, и в медитации вообще уснуть нельзя. Да. И тут смотрю, один момент она заснула, у нее большой вес, видно, хромает что-то, проблемы какие-то.
И захрапела, короче. Я от смеха чуть, я не выдержал, там же много людей было, я выбежал, с друзьями был. И понял, что это, что-то придумали, чтобы завлечь людей. Помню, что он еще это пиво пил, простое пиво. Я ему говорю, а это же пиво, не вредное. Человек думает, раз они медитации делают, типа просветление, это за здоровье, все. А я могу состав этого пива изменять. Мурат говорит. Я понял, что что-то не то. Потом еще, я мыслями могу там, что-то он, я помню, излечивает или что. И у меня какая-то травма была, можешь, говорю, вот травму, да, что-то. И домой пришел, и он, позвонишь, на телефон позвонил, и он не знает, что он делал по телефону. Но ничего у меня, то, что у меня что-то прошло, такого не было. Я, понял, что это что-то как, секта. Я ничего не говорю Мурат Джусоев. В плане, как режиссер, он, самые мои любимые астинские фильмы, это его фильмы. Хохак, потом Фарн про Аланов. По крайней мере, лучше этого я еще ничего не видел. Есть более современные, но там люди какие-то, не видно в них стержня вот тех времен, а какие-то вот. Видно, что современные. Надо ко всему серьезно подходить, как Брюс Ли, да, в форме. Так что вот такого очень много. И вот кому из них вот. А люди же подвержены этому. Очень много проблем, и люди начинают искать свое спасение где-то и начинают. Одни в религию вдаются, в секты какие-то, другие еще чего-то. Как мы видим, ни один из вопросов, вот, которые я перечислил, не решается. Все идет по плану тех, которые давно процесс запустил, который сейчас идет, новый мировой порядок, да, и играют роль в нашей судьбе каждого вот из нас. Не мы его запустили, не мы законы эти утверждаем, эти законы сами власть устанавливает и дает нам приказы, как и что. И находятся, вот недавно тоже там один вроде золотой человек, парень вроде добросердечный, но кто-то ему тоже во сне привиделся, типа Бог. Что за Бог? У нас, у нас и Дзуарта, есть Дзуарта на Куфта, они один раз в год в свое время бывают в определенное. И тут во сне кто-то приходит, и надо типа коллективную молитву сделать. Я начинаю спрашивать за какое-то зло мировое. Какое зло? То есть человек это и есть секта, когда в какую-то идею вгоняют. Вот то, что я ранее говорил, вот такие находятся люди. Где-то что-то начитались там и что-то начинают там, не знаю, откуда это у них идет. Я думаю, что большинство, если вы, допустим, начитаетесь тоже этих источников эзотерических, то не хуже будете знать. А многие еще этим пользуются, чтобы привлечь внимание людей, и приходят туда и делают такой общак. Как вот в тюрьмах, разницы нету. Деньги скидываются, печенье там, не хотят трудиться спортом. Вот эта женщина, которая захрапела, у нее явно что-то со здоровьем проблемы. Но этот же, кто их собирает, он же не скажет им, идите занимайтесь спортом, там, все остальное. А пиво пьет сам и говорит, что я мыслимо могу это изменять, состав пива. Как это понять? Это же секта.
Но они легче зато там печенье вместе там чай с печеньями, там задушевно что-то тему разговаривают. Но это разве не секта? Что это такое? И вот такого у нас, я много знаю, выходят от каких-то там ритуалов. Сегодня там быков сжигают, там еще скот сжигают, женщины. Вот как мужчины к утра в гордунцев в жертву приносят барана, да, там. Есть какая-то там, проводят культы там, и женщины такое так делают. Мне вот девочки, кто оттуда ушел, рассказывают, такие темы у нас творится. Откуда это? Какие-то тоже астральные сны туда-сюда. Как к этому верить? То есть, когда конкретики нету, то люди, есть такое, НЛП называется, НЛП. И вот что делать вот этими медитациями, практиками? Типа остановить поток мыслей, очищение типа. А потом тебе загоняют то, что им надо загнать, и ты уже зависим, и ходишь туда, и привлекаешь внимание, кто эти все ритуалы все проводит, и делаешь себе поклонников. И вот такого у нас сколько. И они в группах сколько такие были, на вопрос не могут конкретно ответить, и убегают, и что-то отдельно создают, и ищут себе людей для вот их всяких, вот что они там делают, непонятно. Зато смотришь, курят, пьют, еще что-то делают, и смотришь, что он несет, елки-палки. Когда элементарно он, елки, мат может сказать, еще что-то. Ты понимаешь, что это что-то не то. Это секрет в этом в том, что люди не хотят ничего не делать, трудом что-то. И вообще, и те, кто создавали империи, еще что-то, они знали, чем людей заинтересовать еще там. И одна из технологий именно вот эти какие-то ритуалы непонятные там, чтобы привлечь внимание там. Или на основе, в общем, идеологии какой-то для объединения людей, чтобы люди в это верили. И вот так устроено, и люди начинают в это верить и становятся зомбированными фанатиками. Они меняются полностью. Поток мысли оставь, это не важно, то не важно, зачем спорт там, медитируй там с потусторонними силами. И тебе в твою голову туда закидывают то, что надо тем, кто закидывает. И все, вы уже одержимые фанатики. Поэтому будьте осторожны. Я вижу, здесь у нас что-то много их появилось там, не знаю, сколько их еще. Просто я вам одно скажу, ни один из них на километр ко мне подойти вообще. Думали, что там, просто надо сделать, как будто ты тупой, ничего не знаешь. А я же такой, как я не так делаю, я приглашаю всех от души. Вот о культуре говорит, а потом наблюдаю. Что да как, начинаю постепенно спрашивать там. И когда вижу, что человек не может конкретику дать, но что-то несет, но надо так делать. Он не может объяснить, но надо так делать. А тут оказывается, что я больше него знаю, потому что я в этих темах тоже изучал все, я знаю. А он мне это преподносил, что типа там начинает там какие-то медитации, типа, что-то дает. Я послушаю, слушаю, что он дальше. Как одна женщина. Я говорю, вот что это дает? И там в горах вы медитируете, вот что это? Мы что, СССР он
создавался медитациями или что это? Почему не физическая культура? Если бы этот человек знал, что такое медитация, хотя он там типа практики проходил, то медитация это просто концентрация внимания на чем-то и мышление, а не убрать поток мыслей. Наоборот, умнеть надо, а не мысли убирать. А если тебе мешает, ну, ты или фильтруй то, что тебе мешает, но осознавай. Сама медитация это с буддизма идет, типа это иллюзорный мир и человек подвержен иллюзии. А медитация это типа прийти в точку ноль, чтобы страхи все свои от этого убрать, типа. Но это можно делать просто. Вот я сейчас с вами разговариваю, я это понимаю, зачем мне вот так в позе лотоса что-то сидеть, как одержимый, где-то или в горах там людей, или вообще в реку Гангу уезжают, там аскезы, еще что-то, сушатся на солнце, мышцы атрофируются и все, умирают, и их там прямо сжигают. Вот и вся их медитация. От слова просветление, от слова просвет и лень, свет и лень. Как растения на свету стоят, вот, а вот космической солнечной энергией питаются. Однажды ученик к Будде пришел и говорит, я просветлился, все стадии школы он прошел, и он говорит, ну, если ты просветлился, иди, ну, что мне делать дальше? Говорит, иди к людям, заведи как люди семью, как люди живут. Я еще тогда понял, что на самом деле это все практики, которые буддисты делают, они на самом деле, мы их в жизни все проходим. Просто не осознаем, что это нам что-то дает для жизненного опыта, чтобы человек уровнем приходил к уровню, да, какому-то осознанию, к своему вот то, что его отличает от животного. И когда у него приходит понимание этого. И он уже дальше сам выбирает, кем ему быть. Независимый от пристрастий каких-то, да, он сам выбирает. Вот это и есть медитация. Но если кому-то сложно, может им помедитировать, но это все ничего. Ну, тогда кто будет дальше кровь предков нести, что-то делать, создавать? Ну, эволюция подразумевает развитие, а не ухождение. А многих уносит в эти медитации, ничего, что это дает? Спортом не хотят заниматься, но хотят в позе лотоса сидеть. Типа просветленные. А мы что, эти дураки, что ли? Как ты определяешь, кто просветленный? Тот, кто медитацию делает, он просветленный, а тот, кто спортом занимается, он не просветленный. И человека слушаешь, вот как их распознать? Вот как и фанатики приходят, начинают там свою эту пропагандировать. А может ты больше него знаешь, ну сам Иисус может быть, ты сам. Да, он тебя не спрашивает, начинает свою тему загонять. Это уже явно значит фанатик. Тот, кто тебя не спрашивает, он значит сам ничего, ну фанатик обычный. Пропагандист. И вот так многих я сразу ловлю. Слушай, смотришь, что-то он говорит, как будто я ничего не знаю. Ну, ты человека, ты элементарное уважение сделай, спроси. За какое-то просветление начинаешь загонять. Ты типа просветленный, а тому, кому ты говоришь, он ничего не знает. Только из-за того, что ты в Тибет поехал, что ли, и там что-то практик, что-то сделал. Может, ты это сделал, а я это без этого и так. Мой уровень самосознания это пришел намного раньше. Откуда ты знаешь? Как ты даешь определение? Я типу говорю, женщине. Мы что нам эти медитации говорят? Ну, я да, не буду спорить. Ну, а что ты тогда несешь, елки-палки? Если не можешь обосновать то, что ты говоришь, что это нам конкретно дает? Вот говорю, у нас загрязнение экологии, мы теряем язык, культуру.
Что эти медитации, говорю, дают? И это, она думала, что она умная, а я дурак, и тоже начну медитировать. А потом выяснилось, что за курсы она эти деньги берет. Йохан Сайтан ты байдзаги. Шизофреник ты байдзаги, елки-палки. Смотреть надо на реальность и не уходить от нее. Видим проблему, видим, что актуально здесь и сейчас, и надо акцентированно туда силы вкладывать. Да, но мы массово физически деградируем на самом. Ожирение, сколько у нас с ожирением ходит. Вот эти вайпы, посмотрите, как курят, сколько их. И что дает какие-то медитации? И молитвы за коллективное зло. Когда мы ничего не делаем, чтобы решить как-то эту. Какой из этих вопросов молитвы решили? Что изменилось? Ничего, вообще ничего. Но есть люди, которые молитвами что-то за зло просят. За какое зло? Всего есть причины. Есть такое, то есть у них нет знания, они культуру не знают, уподобили нашу культуру другим религиям, как фанатики одержимые. И все, и молиться этот, или другие какие-то концепции. А все идет по плану, и наши ресурсы уходят все, наши силы, куда? Сколько погибло на войне, сколько без вести пропало. И кто-то там скажет, а это дураки. А ты что? Если это что-то дает, почему ничего не меняется? Просто люди не хотят ничего делать, но себя хотят обманывать. Поэтому так никогда ничего не изменится. Якус Мислин, это сатанисты, брат. Да, конечно, если человек становится одержимым какой-то идеей, он автоматически становится в ряды с этими сатанистами и всеми остальными и несет какую-то непонятно что. Вот почему от меня многие убегают. И мне так говорят, Фред, если бы ты, что-то у тебя было, типа, если б сила, что-то, тогда бы все... Вот эти, именно, которые всякие практики, тогда бы там все с тобой были. Дело не во мне, дело в том, что те, кто вот такими ритуалами какими-то привлекают внимание, это просто знают, что люди слабые, и вашими слабостями пользуются внушениями, через внушение впечатления. А два принципа, это экстрасенсы даже знают. Типа плацебо. Два впечатления и внушения. И это работает на вере. Вот как люди, что-то они были на грани смерти, я такого много слышу, на грани смерти. И тут внезапно, типа, Иисус, любовь, и все поехало, и они... Если кто от спиртного отказался, кто еще-то. И их уносит в... То есть это называется из одного фанатизма в другой. Чудеса какие-то случаются. Тогда по логике, почему тогда... логика где? Почему тогда у меня такого нету? Какие чудеса? Сама жизнь есть чудо, и все зависит от стремления, намерения человека. Если ты не будешь, допустим, вот этими чудесами сам заниматься спортом, укреплять мышцы, то какой тебе икона, чудеса, и слезы, еще и какие-то что-то мышцы укрепят? Если ты сам ничего не будешь. И хорошо, от какой-то болезни ты излечился. Много примеров есть, когда что-то излечивалось внушением. Есть это. А потом другая проблема, и человек умер. По этой логике тогда этот человек должен бессмертный быть и вечные чудеса. Вот я знаю одну женщину близкую, она
уже, ну, на грани была тоже смерти там. И давай там барана, у него идея пришла, барана зарезать. И Богу помолиться. Думаете, помогло? Нет, конечно. Одним помогает, другим нету. В зависимости от внушения человека. Вы же не знаете эту историю старую. Когда вы слышали, что кто-то там исцелил кого-то, помогло. Я миллион раз такое видел, что вот к таким ездили и ничего не помогало. А почему? Потому что это зависит от, опять-таки, впечатления. Два принципа. Впечатление и внушение. Вот когда человеку говоришь, что там кто-то кому-то помог и исцелил, то он в это верит. Начинает верить. И от начала точки, да, вот пути до места назначения человек начинает себе сам внушать, что ему, ну, зависит от человека. И то, насколько он себе внушит, и самое главное, потом зависит от самого вот этого, кто должен тебя и чудеса сделать. А это все зависит от того, как он на тебя впечатление произведет. Бывает порой просто слово сказал, все излечилось, там, все, дух ушел, и все, и человека что-то переключается, и он настолько себе установил, установку сам сделал, что на самом деле со мной так было однажды. Почему-то у меня вроде кариеса не было, но зуб ныл постоянно. И, ну, терпимо, но неприятно. Я к врачу пошел, и он мне говорит, ничего там нету. Я вышел, у меня зуб перестал болеть. Я потом удивлялся, из-за чего. Он же всегда у меня болел, именно после этого. Может, вот из-за вот внушения или чего-то, я так и не понял. Удивительно было. Вот здесь тоже такой принцип. Вот почему вот эти экстрасенсы, они такие, да, там в черном, хрустальные шары, там еще что-то, какие-то ритуалы. Это вот, этот и есть принцип впечатления. Вы же смотрите, и на вас это еще сильнее вводит во что-то, и вы верите, что он что-то с духами контактирует там, и он их уводит, еще что-то. И когда он что-то делает, вы же... То есть принцип такой, он у вас крадет внимание, во-первых. То есть полностью завладевает вашим вниманием, временем, вами, то есть. И начинает вот эти манипулятивные действия проводить, и раз и типа волшебной палочки, говорит, все там, дух ушел там. Вот как один, как его, я показывал. У одних какие-то проблемы были, и приехали, какой-то казах был. Наберите там казах один. И они приехали, жена там, и муж, короче. И там один вот этот, типа он с духами борется, прогоняет. Он, короче, что-то щипцы взял, раскалил их. А этот тип наблюдает, потом он яйца взял и что-то начал за язык ему там дергать, потом щипцами. А этот женщина в страхе, потом он эти яйца на раскаленной сковородке разломал, потом размазал. Ногой он, короче, пяткой, вот эти яйца он, короче. И потом по его спине, короче. Этот женщина, это его жена в шоке была. Он тоже у него там, короче. Потом они туда же барана привезли. И он легкий, короче, взял этого барана и его жене по лицу, короче, размазал легкими. И там повесил, и он почернел это. И типа, да, это значит дух это. Дух вселился, плохой дух в этот, от его жены, типа проклятие какое-то в этот легкий. Его спрашивают там, как там, нормально? Да, лучше стал.
Это вот эффект называется этот, с легким паром. Вот все равно, что вот в парилку зашел там, вышел, и тебе же легче стало. А здесь еще вот сопровождается вот такими, и человек, он внушает себе. В общем, все от человека зависит. Поэтому во многом это помогает. Но во многом, если человек зависим, во многом одним помогаем, другим нет, по-разному бывает. Нам передали наши предки из уст в уста свои способы молитвы и мироустройства. Зачем нам медитация? Ну, это у нас молитвы нет, у нас куфта есть. И в куфте это знание, а не вера. Мы уподобили нашу культуру другим религиям и типа молим, просим. А там есть именно такой подтекст. Что такое медитация, надо сначала разобраться. И что такое наша кув, чем он отличается? Там все символы мироздания отражены. Круг, точка в кругу, солярный символ, крест, символы мироздания. Более того, мы эти все символы через уста произносим, когда говорим «О хуцав» или «Омен», «О», звук «О», без символ бесконечности, беспредельного пространства. То есть это что нам дает? Знание о том, что за пределами материи, то, что мы называем ацекдуни, есть бесконечность, там, где времени нету. Это просто символ, абсолют. Или первичный звук вибрации, от которой все мироздание возникло. Это не сам Творец, а просто символ вечности. Что нам это дает? То, что уже точка в кругу, это и есть Творец. И вот когда мы куфт завершаем крест-накрест и разрезаем, это и есть вот когда две вселенные, сотворение, акт сотворения мира и формирование звезды, солярный символ. Вот это есть в буддизме 5 первоэлементов. В древности всегда поэтому эфир был самым главным элементом. Дух Творца. Аздам, воздам, богоподобное это и есть. Как из эфира, из беспредельного пространства возникли 5 первоэлементов. Огонь, ветер, вода и земля. А потом с эволюцией шло формирование нашей духовной сущности от духа к душе. Душа еще прошла 7 эволюций, 7 тонких тел. Это есть души, это есть до материальные тела, расы. А потом, по мере уже огрубения формы, мы приобрели грубую оболочку, видимую. Из всех тонких тел самое видимое вокруг тела свечение – это эфирное. И когда человек умирает, оно некоторое время, ее люди могут видеть как типа привидение. А на самом деле оно рассеивается. Это и не есть душа человека. Энергетическое тело. А люди путают от незнания. А буддисты и другие, они сохранили, знают эти все тонкости, моменты. Поэтому это все знать надо. Вот ты сказал, что наши предки из уст в уста передавали. Какие? Там мы многое потеряли. Особенно после хромого Тимура, ну, кто эти еще знания были, но где, что, мы просто, как все повторяем, но забыли все эти моменты и нюансы. Где жречество, сословия, волхвы и другие, где они? Кто что сохранил, знает, просто повторяют и все. Есть осколки этих знаний в других источниках, в эзотерических в том числе. И чтобы что-то понять, надо что-то с чем-то сравнить. Иначе как? А просто повторять это что? И вот мы видим отголоски, в том числе в Кадагах есть о первоэлементе эфире, Нарта Саваса, которого Бог из огня, то бишь духа сотворил. В культуре ариев огонь – это дух Творца.
Саваса. А савастика – это солярный символ. На транскрипте свасти, саваса. Ну, мы видим параллель, он тоже первый элемент обозначает, дух Творца. То есть солярный символ в буддизме, допустим, символизирует как принципиальное устройство души. А когда человек умирает, это обратный солярный символ в левую сторону. Ну, кто смотрел, читал тибетскую книгу мертвых. То есть это все факты, знания, которые мы не можем отрицать. И в древности ими обозначали символизм древнейший. И вот в нашем культе три пирога они отражены от начала до конца, что самое интересное. Не в разброс, ничего, вот как и ученые описывают акт сотворения мира, параллельно. А это еще знали до вот современной науки. То, что сегодня открывают там ученые, ну, это... Вот недавно один какой-то известный ученый мировой, европейский, Соломиным делал стрим, кто знает этот канал. Он говорил, типа, мы думали, что Солнечная система – это центр вообще Вселенной. Как оказалось, он не здесь, а в других местах. И я там оставил комментарий, говорю, а как ты определяешь, в каком месте этот центр? Все равно, что определить, где Бог, в каком он месте, где его начало. Никто же... Я написал, что начало, центр в каждом из нас. Это есть дух. Нас не будет, вот тебя нету. Где твой центр? Кто из ученых ответит? Где центр? В каком месте? В бесконечности. Где в бесконечности центр? Кто-нибудь может сказать? Самая великая тайна – это откуда наше вот это «я». Мы же задаемся этим вопросом. Да, в отличие от животных, мы можем, да, вот «я». Вот это, бессмертие, вот это «я». Как вот удивительно, да, «я» в бесконечности. Где его начало? Кто мы такие вообще? Самый для меня такой вопрос всегда был, на котором великая тайна. И вот эти ученые, как они определяют центр? Все равно, что опять как вот Бог, где Бог? Вот все говорят, Бог один, Где он один? Где, в каком месте? Если вокруг нас полным-полно там богов, духов, природы, сил, это и есть боги. И вот это Бог, как выяснили, как я вам конкретизировал, а то вот эти попугаи постоянно типа язычники, безбожники, именно Бог слово. Индоиранского корня. Конкретно оно зародилось, бытовало, произошло до христианства, до всех вот авраамических религий, до Авесты. И бытовало. У иноверцев, язычников. Само слово, так как они могут быть без Бога? И кто сказал, что у них не было понимания о едином творении? Просто было, ну, есть бесконечность, но за этим миром много каких-то сил, творений. Природных, вокруг нас. И мы часть этого сотворения. А Солнце считался центром этого творения. Свет, Солнце свет, и в нас этот свет. Отсюда рассвет, рассвет, я есть свет, несущий. Воин света, Асса. Или Аланы, Арии, дети Солнца, Хоцау, Хорцау от слова. Солнцем связанное. Никак не с Элохимом из Библии или Яхве. И не с арабским Аллах, потому что это совершенно разные слова, которые, во-первых, до
аврамический. Хуцав это доаврамическое слово. А если нет, то пусть кто-то докажет, что оно... Ну, если нам хотят сказать, что наша традиционная культура от православия началась, ну, с православия религиозной, то откуда тогда слово хуцав? Может кто-то мне сказать? Если в Библии на иврите Творец Яхве или Элохим, где хуцав, где Элохим, где Яхве? Или в Евангелии Бог о себе говорит «аз есть» на нашем языке, «аз», а мы говорим просто на нашем языке «аз». И у славян был это «я аз». Его Петр I искоренил. И он переводился там «Бог Творец, творящий на земле». А славяне были частью этой культуры. И слово «Бог» скифское, не арабское, не ивритское, не еще какое-то именно нашего корня индоиранского, оно распространялось, в отличие от аврамических религий, в именах людей и в народе. Богатырь, бога, богатыри, богатырь, богатарь. Ну, видим мы там корни. Богоподобные, аланы, или в других корнях, типа аланы, арии, дети солнца, или нарты, арта, наши духовные предки, кадчита, кадета, славные, достойные. Носители вот главного культа солнца. Нарты, дети солнца. Какое-то отношение имеет, ну да, Творец мы говорим один, Бог один. Но дело в том, что никто из конфессий там именно так, как написано. И в исламе, допустим, от себя нести нельзя. Свои какие-то имена, это неприемлемо. Если ты им переведешь хуцау, скажешь, что это хор, цауй солнца, ну, это ни один мулла, никто не признает это. Это неправильно. Это как мы можем принимать то, что не признает нашу культуру? Вот вопрос. Просто вопрос. Пусть зададут вот мусульмане, которые говорят, какая раса, какой религии. Задайте им вопрос, можно ли вот хуцав это с солнцем связано. Просто вот так спросите. Такого именно настоящего богослова там, который разбирается. Ну, они-то скажут, Бог один. Но дело в том, что, насколько мне известно, в исламе нужно переводить теми переводами, которые в исламе. И именами. А типа какая разница, Бог один? Но здесь совсем другие переводы. И здесь хуцав, он относится к пантеону богов. Но вот то, что единобожие вы называете, это есть многобожие, это есть отголоски знания о едином творении, его силы, которые потенциал в каждом из нас, потому что мы, люди, продукт эволюции. Как мы можем? Да, мы отдельны, но в нас есть частица от каждого из этих сил, творений. Вот это есть, возможно, вот эти энергетические чакры. Но у них как мифология, как в Библии. Бог создал за 7 дней. Вы же понимаете, это как сказка, потому что, чтобы дни стали днями земными, это сколько эволюция шла. А где там в Библии о расах, цивилизациях, что было до того, как Адам стал Адамом, который из Библии, образ. Там же образы рисуют людей. А до людей что было? Никто ничего. Бог создал ангелы. Там описывается рай. Но опять-таки же, как поверхностно так, фрагменты эволюции отсутствуют. Вдруг взял из ниоткуда человек появился. Но тут научные исследования показывают, что было очень расы, жителей Паракаса, с какими черепами они были. Другие расы находят много останков. Считается, что до нас были атланты, которые под воду ушли, катастрофа была. Лемурийцы, лемуры, гипербореи. А до них были нематериальные расы.
А в Библии там этого всего конкретно, там даже нету ни неандертальцы, там еще кто-то. Ну, там вообще нету. Поэтому, когда многие говорят там, что это истина в последней инстанции, так если там говорится о начале бытия, то есть о Боге, то значит другие моменты открывают то, что нету в религиях, фрагменты в эволюции, ну, чтобы полная картина была. Ну, это я сейчас не дискредитирую цель там религии, просто если мы говорим, каждому своя вера, на то она и вера, да, вот вам нравится так в это верить, Бог создал за 7 дней. Но если человек хочет познать всю эволюцию, как и что было, то надо все учитывать. Но ведь там дело в том, что в религии оно не приемлет что-то другое. То есть это противоречие. Да, Бог создал за 7 дней, это антинаучно. Как за 7 дней? Какие дни? Когда из бесконечного там, да, на алхимическом уровне еще древние алхимики описывали, там, из какого элемента это произошло. Также в таблице Менделеева говорят, первый элемент был эфир, и его убрали тоже. Ну, где эти моменты все? Все бы ничего, если бы не одно, но если бы каждая из этих конфессий еще что-то заявляла, что их источник является одним и единственным истинным, а все остальное типа бред людей, там и это типа, ну, в исламе, допустим, от себятину нельзя нести. А значит и открытие ученых, это же ученые открывают там многие вещи. Конкретизируют. Если бы их не было ученых, то по логике надо просто верить в то, что написано в религии, и больше ничего не исследовать, не открывать. Есть масло черного тмина от всех болезней, кроме смерти, и все. Однако современная медицина, туда сколько ходят очередями сами мусульмане. Ну, если чисто следовать вот Корану, допустим, да, то, что пророк советовал. Ну, а так можно, не знаю, оправдывать все, но дело в том, что когда одни говорят, что вот это истина, это все бред, то как бред, если мы видим и в своей культуре, мифологии, отголоски тоже этих знаний? Георг Умбайра. Напомню, понятие монотеизма не язычники ввели, я не знаю. По-моему, вот это одно во всем, все в одном, это пантеизм. А кто его ввел, я не знаю. То есть, если каждого вот религии слушать, то у них начало бытия начинается, да, если не ошибаюсь, с исчисления их начала вот Библии. По их вот писанию, как там Адам, вот был сначала Адам, Ева. Ну, лично для меня, сугубо мое личное мнение, там полное противоречие, там нету связи там логической, ну, это многие говорят читать, но читать это невозможно. Сколько я не пытался, ну, как сказку читает человек. О каком грехе речь идет, если человек, не имеющий в образе человека, там, взрослого, Адам, да, не имея опыт, как ребенок, да, ребенок, ему говорят нельзя, какой грех? Он же по-любому возьмет, там, вкусит этот плод,
Какая разница? Он ничего, у него опыта нету. У него вообще ничего нету. Или в него опыт уже заложили. А как вообще в эволюции? Ну, из ничего просто что-то возникло. Тогда вопрос, и не из ничего вот сразу что-то возникло. То есть вообще, как думать человек, ну, человек, который начнет логически как-то складывать и задумываться, он не поймет вообще ничего. Если вообразить там. А где динозавры? Вот динозавры там где-нибудь. То есть Адам первочеловек, так, а динозавры же по нашей истории, они древнее. Динозавры где там? Эти, как его, неандертальцы, кто там был? Хотя это уже теорию Дарвина опровергает, но, скорее всего, до обезьян деградировали расы, там, самоуничтожились бывшие. Ну, а кто этот первый Адам вообще? Вот откуда начинается история? Считается, что до человеческой расы были другие расы. И он, наверное, если как человек изображает, он вот именно относится к человеческой расе. Но Библия же говорит, что он первочеловек, а где другие расы? Если они есть, о них тоже говорят, факты тоже в мифологиях. Или кто тогда решил, что эта мифология на 1000000% верна, а индусская, там, индуизм, буддизм, еще другие факты, говорящие о других расах, не верны. В том числе исследование Эльста Мудашева, который был в поисках богов там, на Шамбале, на Тибете. И Самбалу, на Шамбала. Мандалы. Есть много фактов, которых человек не узнал бы ни в Библии, а когда узнают, начинают, это и в Библии написано. Да что там написано, если бы человек их сам не узнал, вы бы никто ничего не рассказал, никто бы ничего не узнал. Например, о 7 тонких телах, которые описываются, даже в наших кадагах есть отголоски этого, природных сил, этих стихий, неписанный, если параллель проводить. А в Библии что написано о эфирном, астральном теле, кармическом? Хотя говорили, что было понятие кармы, его оттуда убрали. И типа потом только можно вымолить грехи. А в понятии кармы нету причинно-следственной связи. Что посеешь, что и пожнешь. И не вымолишь грехи. И вообще мир был сотворен, да, причинно-следственной связи вообще. Все была причина. Монотеизм – это вера в одного Бога, и первые пришли к этой идее язычники, а теперь спустя... У нас, у язычников не было веры, были веды. Ведать, видеть, знать, нет было веры. Они знали, смотря какие иноверия. Язычник – это иноверец, у которого свой язык, своя родноверие. Но опять, там много кого было. Но мы там видим знания, отголоски знаний. Что за один Бог? Что это значит? Просто повторить за всеми один Бог? Когда само слово «аздан воздан» или «аз Буки веди», «аз Боги ведат»,
Аз Бог, творящий на земле, тебе и говорится через твой язык и культуру, что в тебе есть этот Бог. Ты сам Бог, богоподобный, типа Иисуса. Так какой один Бог? На небе который? Или как это понимать? Или в каждом из нас это то, что есть Дух, и мы часть этого? А если это на небе сидит, то типа на небесах, покажите, где он. Какой именно? Там много каких богов, еще каких-то сил. Какой именно Бог? Который сами сочинили, кто религию создал? Или какой именно? Сами придумали? Или кто сказал, что до них не было своего названия Творца? Было еще как именно, я же об этом и говорил. А кто-то пришел, какой-то завоеватель и начал условия там. Прими только моего Бога, типа, на моем языке. Я должен был на его языке. Когда я и так, у меня своя культура на своем языке, свое название, я должен был, да, его повторять. Его язык, его культуру должен. Зачем? На моей земле. И начинают многие, типа это под защитой, типа их там завоевателей. Какая защита? К тебе уже, чтобы к тебе прийти, уничтожили там твоих соплеменников, родных там, которые не поддавались никому. Чтобы только потом что-то распространилось. А ты это принимаешь и типа под защиту. Под какой защитой, если защита мне нужна была от тех, кто пришел как завоеватель на мою землю? И мне тут условия ставить на моей земле, что мне надо делать. То есть он изначально не пришел, чтобы узнать мою культуру, мои знания, мой язык, мой подтекст. Мои плюсы он в плюсе не ищет, не изучает. И начинает там войной идти, да, вот как арабы до Дербента дошли, прежде чем что-то распространилось, сколько он вырезали. И точно так же себя ведут сегодня не завоеватели, а простые люди, которые принимают там религии и начинают точно так же себя вести. В комментариях везде, не зная твою культуру, миропонимание, знания на основе твоей культуры начинают. Прими это, прими то, главный Бог один, Аллах там начинает. Истинный. Да ты пока узнай, что у нас, кто тебе сказал, что у нас не истинный? У нас все на своем языке, своя культура. Значит, у тебя получается другой Бог. Но ты же есть многобожник, получается. От имени Бога, типа, определение даешь, где истина, а где нет. С чего взяли, что у нас не истина? Лишь потому, что у нас не арабская культура, и мы не приняли ислам. А зачем, если у нас своя культура, свои истины? И логика где? Вот, какая разница, как Бога называть, Бог один? А зачем тогда нам другая религия, там, арабский язык, арабские названия, если у нас все то же самое на своем языке? Хуцав это что такое? Это ж, где логика? Это ж противоречие. Если Бог один на твоем языке есть, зачем мне еще понадобилось другое название? Значит, это два Бога. И один считает, что его Бог, он истинный, а этот типа, не поймешь полным противоречием. Какая разница? Какая разница? У нас другое мировоззрение, интерпретация, пантеон. Надо же его изучить, понять сначала. Но никто не хочет, но хочет, не знаю, просто повторять за кем-то. Вас что, именно моя шапка интересует, когда вы заходите сюда в шапке?
Я оделся, одеваюсь по национальному стилю. Папаха. Там. Чисто символические газыри. Что вас это так интересует постоянно? Насчет того, сегодня я тоже заметил, я на Сапицкую поехал кросс. И смотрю, вот эти афиши вывешали, вот эти опять европейская какая-то мода непонятная, вот эти губы какие-то. Кто-то здесь вот занимается распространением вот этой моды постоянно. Какие-то ассимилированные, вот из-за них все. Свою культуру не ценят, забылись кто они или кто они. Почему у нас вот, смотрю, недавно канал тоже на проспекте Мира рекламирует свой этот бренд какой-то одежды. И этот оголенное пузо, вещи такие. Я говорю, у нас так не принято. Уберите свою моду отсюда, елки-палки, свои голые, полуголые. Здесь есть Осетия, осетины со своей культурой и со своей модой осетинской. Надо вот это развивать, свой стиль национальный. Начните уважать его. Что вы здесь несете всякую дискредитирующую нашу культуру? Уже в Папахе уже начали стриптиз тут, номера такие я опубликовал. Какая-то, не знаю, автор этот, что у него, я даже не могу сказать. И кто там танцует, и кто там аплодирует, кто пришел, это... Вы куда пришли? Нас это, в Папаху одели с Папахой, с газырями символическими, и танцует стрип, эротический стрип, вот эти движения. Что у них в голове, я не знаю. Это враги народа, которые вот это назло. Они знают, что это привлекает внимание, что вот традиционалисты там отреагируют. Или, они же знают, что у нас так не принято. Или настолько уже это нормой стало, что это безнаказанно будет. И главное, что эти люди в Осетии, они же недавно весь этот шум они видели глазами. Почему специально делают, продолжают? Это враги народа. И это при том, что на Ирому как техаться. Где их братья Сансуварта, кто их, что, в голове чем будет? И кто туда пришел, как вы можете аплодировать? Раньше это всегда у нас, раньше это когда мне еще 13-14 лет было, 20 лет, вот эти все полуголые, вот на всю экран, которые ягодицы свои, вульгарщину рекламируют, и вот такие танцы, это позор, это вообще, даже представить нельзя было, что сегодня это было уже нормой. Кто строит, кто давал добро, чья задумка. То есть все те, кто участвовал в этом, и те, кто принимал участие, те, кто спрос, смотрел на это все, это вообще, как вы аплодировали на это? Как? Вот вам это просто факт. Вот вы же говорите на Сухзарина, Кастартана моей. Чавар каминца чинца. Ракафу маразару на эндершине чебали. То есть это стало нормой. Вы понимаете, что? То, что вот эти шалавы, вот образ шалавы, они, это ж позор был. А сейчас они вот эти образы одевают папахи, лосины обтягивающие, вот эту эротический стрип, они
в кавказской национальной этнической одежде танцует вот этот стрип. Вот что они пропагандируют тут? И мы против этого воюем, против гниющей Европы, которая там ЛГБТ, разврат. А здесь, в центре, на Кавказе, в России, это, я вот не вижу, что происходит. Поэтому вот меня неправильно поняли, когда я сказал, там, на войну идут за деньги или что. Где патриотизм? В чем этот патриотизм? За что мы воюем, если за какой ЛГБТ там в Европе или что, там порядочные люди есть. Там тоже как, там дресс-код свой есть, который порядочный на работу идут. Там не оденутся, как многие. Манамикут ардак багнага юбки цубур кабаты рацонца кустма там на каблуках там. Тоже разные люди есть. А Махмабад шавар мода есунца, кама есунца. Шалавиты. У кого уже никаких рамок нету, ничего достоинства, ничего. Насмотрелись там эротики, порно, еще чего-то, свободное типа. И вот такие нам несут тут вот такую моду. Им делают замечания, они это называют натравливают. Вы что, с ума сошли на женщин? На каких женщин? Мы на достойных женщин никогда не натравливали, всегда уважали, любили, ценили. А вот эти, не знаю, кто специально делает, чтобы типа мы не уважаем женщин, принижаем достоинство. Вы за каких женщин говорите? Вот это надо подчеркнуть. Мы порицаем, мы это не приемлем в нашем обществе. Те, кто в наши образы внесут разврат, вульгарщину, деградацию, подражайничество, как обезьяны подражайничают там кому-то. Вместо того, чтобы нашу культуру, всю красоту нести, наоборот, моду нашу. Что вы показали? И показывают нам, типа, впервые Осетия на Каннском фестивале. Мода вот это. Что там было? Вот одел, вот как гроб натягивает бархатный ткань. Таких вам полно, на базаре, еще и со стразами. Я делал здесь открытое тоже. Подмышки, все открыто, и вот смотрит, себя сфоткала, на Каннском фестивале. И вот это, и вот так нас представляет, наш народ, и вот она в Десунце. Это не позор, то есть, и никто ничего не говорит, вот в чем дело, уже столько лет. Вот эти кавказские танцы, вот это все, это вам показатель, что в Папахах вот этот танец. Насколько это стало уже нормой. Просто никто ничего не говорит. Вот в чем дело. Видите, Хузан на Ходаксан, мана, Америки там, без разницы, где что. И вот как мы начали об этом говорить, начали это позорить там нас. Кто позорит? Вы уже столько лет, настолько это стало нормой, вот этот позор. Что он уже не считается позором. Настолько вы, вот те, кто там, вам говорит, что вы нас представляете таким народом. Если не говорить, вам это вообще вот большинство не надо, вы не реагируете, как будто это норма. Это нормой не было никогда. Вы, когда нас вот так показываете, выставляете, вы не только нас представляете, но и Кавказ. Все народы Кавказа, вы одежду Кавказа, папаху, газыри и все остальное. Кто вам, что вы делаете? Что значит за свобода слова? Что за... Это деградация, какая там свобода слова? Вы являетесь будущими матерями, что вы своим детям несете? Ваши дети тоже так, вот это они должны с вас пример брать.
То есть вы не годитесь быть родителями, и я не знаю, как с ними, что делать, я не понимаю. Я первый раз зашла просто на вас и на фото везде шапка. Как на мой канал зайди, где я там в шапке? Вы просто, наверное, где шапка, только туда у вас реагируете. А так у меня где в шапке? Ну, в основном в шапке эфир, ну. Что-то я хотел насчет языка сказать, так и не начал. Авзагитхон. Многие говорят о сохранении. Вот вам в пример, вот как Кадыров Рамзан сделал. Он сказал, те, кто вот депутаты не будут на своем языке говорить с детьми туда-сюда, я их буду увольнять. Посмотрите, наши соседи в этом плане, вот их каналы, Вести, все остальное, все на своем языке. Посмотрите, как они и одеваются на национальный лад, да, свой. То есть, какие к черту проекты вы там надо, вы усложняете, вы. Самый простой вариант, это пример, сам оденься, сам говори на астинском языке, начиная от учителей, тренеров, всех. Если вы видите проблему, что следующее, вот сейчас мана нужно зорунца шевзак полскола заута, неке зор, неке нечи балгал. Спортендер, ахцендер, сосарение, вассартиней. Ну, культура это все уже типа традиции. Только если покушать, то 3 пирога там и куфта есть там. Паламе рагейдер сахе байрунхан сае балвурдей. Пал. Если хорошо, если люди понимали, они бы старались сами говорить, но они же не говорят. Вот у нас школы, вот здесь сколько, кто говорит? Неке дзорище в закпал. Асара подколкану мана сколад залте. Иран, вы осетины? Да, почему? Самонадзоре это. А нас не учат. Ну как вы тогда осетины? Они ни свой флаг не знают, ни историю флага не назонутся. Вот на интерес, вот нам нужны такие журналисты, вот. Надо мне, спросите, вот опрос проведите, что они флаг знают вообще. Они даже захефла, они больше знают историю героев из этих, из игр. Вы представляете, они больше, тогда кто они такие? Вот родители, в чем вас заключается ум, образование, взрослость, степень? Если вы свое не цените и детям, прежде всего, свои национальные, традиционные ценности не вбиваете, ни культуры питания, ничего вообще. Вон выбегают сразу в магазин чипсы, сухие, что-то. Это что такое? Они сахарозависимые, они уже... Это все из-за женщин тоже. Они из них делают этих кастрированных, как кто-то говорил, котов. Чтобы они были слабые, женственные. А ничего не будет, пусть кушает. Слабыми их учите. Беспринципиальными, их ничего. Поэтому они в играх еще что-то. А потом жалуетесь, что там... У кого там онкология, что и начинайте потом это. Давайте скидываемся. Потому что вы сами слабые. И вы вас самих надо учить. Я за всех не говорю, большинство, как я вижу, беспринципиальные вообще. Так в чем суть образования? Вам не нужно национальное ничего. Так язык, конечно, все. На вас вся история закончилась. Так что ли? Это нормально. Все мировые религии, все процветают, там страны, там. Да, а почему вы чем хуже? Просто вопрос. Чем вы не задаетесь, а вы чем хуже? Чем ваша нация хуже, культура других, ваша традиционная культура?
чем ислам, чем еще другая. Чем она хуже? Если не проблема в вас самих людях, от вас все и зависит. Не от какого-то молитвы Бога, от людей. Если слабые люди, то они будут слабые, как рабы. И хотят вечно пастухов, но сами ничего не хотят делать. Поэтому и проблемы потом. Ну а где Аланы, Скиф и Сарма? Где сила? В чем сила народа? Где идея, идеология? Где нарты? А кому они нужны? Потому что кто о них что скажет? Возьмите любую, у вас же эти истинные, да, секты, конфессии, это же истина. Но почему вот эти истинные конфессии, допустим, распространяют или за нартов спросите, что они скажут. Их Бог уничтожил. За то, что они возгордились, против Бога уничтожил. Кто такое сказал? Вот вам и доказательство, что никакой истины нету. Потому что если они знали, то нарты это мы. Никто нас не уничтожил. А уничтожил вот именно тех, кто ничего историю не знает, не учат, ничего не вот этот. И детям это всем распространяют. Пока человек не взял, сам не углубился, кто бы мне что сказал самому. Я это только, конкретика появилась где-то в 21 или сколько. В чем истина? В дискредитации и незнании культуры этих, вот те, кто принимает других. В чем ваша истина? Может кто-то сказать? Если исповедующий другую религию, не зная культуру, несет ложь типа нарты это сказки, это придумали. Когда это народ реальный, более древнее наше самоназвание. Вот и раскололась вся истина, нету никакой истины. И все это, я за всех не говорю, опять не против там. С другой стороны, как бы, тех, кто другие религии там, потому что они сами ничего не знают. И что из себя представляют их концепции, начинают дискредитировать, не зная ни свою культуру, ничего. И просто у меня этого всего по горло с детства, вот, со школьных периодов. И вот это все породило то, что я начал углубляться и говорить об этом. Потому что если бы не говорил, вот так бы и продолжалось. И это бы было нормой все. Пока вот и об этой правде никто бы не говорил ничего. Да, нарты это сказки. Вот и вся истина от тех, кто там истинные что-то несет. А когда им начинаешь отвечать, Фред, ты там только минусы ищешь, плюсы. А зачем мне чьи-то логика ваша, где вам логики вообще ноль логики? Зачем мне чьи-то плюсы, если наши плюсы никто о них не говорит? Кроме того, что дискредитирует. У вас водка, у вас арака, у вас обобщает, у вас. А ты кто? Какой у вас? Ты же осетин. Если ты на у вас переходишь, значит ты не осетин. Но логика где? А если тебе скажешь, ты не осетин, ты говоришь, нет, я осетин. Так как ты осетин, если ты ничего осетинского не признаешь и начинаешь поливать грязью и начинаешь говорить минусы? Водка, водка. Я пью, обо мне ты почему не скажешь? А куча других, которые не пьют. А в Джоргуба пьют там, ихние лидеры, Джоргуба пьют, а в Рекоме пьют. И кто-нибудь из них скажет, что в Рекоме не пьют, в их эти истинное распространение, агитации. Почему они целенаправленно, намеренно не агитируют вот эти истинные, что у нас в Рекоме не пьют? Возвращайтесь к своим корням культуры. Никто ж так не скажет. Так в чем ваша истина? И зачем она мне, допустим, нужна? Если вы свои истины, свои плюсы не признаете, не говорите. Хумалаги? Нет, я не помню.
А почему? Просто спрашиваешь. Если вы рассуждаете так, взрослые родители все, зачем нам наша культура этой житки прошлого, ну, как вы, беспринципиально, зачем вообще нация, зачем вообще история, зачем мы вообще нужны тогда? Вообще все это зачем вообще надо? Осетин, ну, связывает, цепочка идет вопросов. А зачем нам осетин слово нужно? Вот логика, да, вот те, кто рассуждает, зачем нам культура, все это, все жить нам. А зачем нам вообще слово осетин нужен? Вот задайте себе вопрос, зачем оно? Можно же называться просто тряпкой или еще вот, ну, чем-нибудь, вот, тряпкой или вот. Даже тряпки, получается, тогда имеют свою национальность тряпочную, да, тряпки, у них есть предназначение, да, даже у них есть смысл жизни быть тряпкой во благо, да. Значит, ну, логически подумать, не просто так мы с осетинским названием, а за которым не просто история, не просто культура, не просто язык, а язык, который несет свои утвержденные смыслы, переводы, ценности, утвержденные народом. Вы такое что-нибудь можете создать? Нет. Значит, это создали сильные, умные люди. Вы сегодня, кроме того, что большинство подражайничаете там западным ценностям, вот массово, да, вот кроме того, что дискредитация, вот эти кикиморы вся, как их назвать? Вот эти в попахах, в лосинах, которые там, или... Что вы создали такого, чтобы миру показать, как предки? Да, они же дикари типа. За что их весь мир знает, за что-то, да, за их культуру. И мы их ищем через их символику, культуру, искусство, да, след их. Не просто так. Если бы не культура, то как мы распознали вообще? Значит, она представляла какую-то ценность. А какую? Потому что каждое в корне там племя еще они хотели быть, ну, в борьбе за ресурсы, быть богами, ну, под свою империю всех подогнуть, подмять, колонизировать, чтобы им служили. А наши предки поэтому среди всех не ассимилировались и сохранили, что у нас есть, потому что вот в этом, значит, предназначение. Значит, на что нам нужно акцентирование делать? На свою культуру, на свои основы, язык, все это главное. Потому что если не мы, никому это не нужно. Никто в этом мире, ну, просто будут говорить вам, рассказывать о прошлом вашем. Вы такие великие, но когда вы сами что-то захотите, там, какую-то силу, власть, там уже кто вас пустит куда-то там, свои вопросы, да, решать, если вы им не выгодны будете, если у вас своя сила, если вы сильные будете, кому вы выгодны? Всем надо, чтобы вы слабые были. Ни идеологии, ни порядка, ничего, ни единства. Потому что, чтобы править людьми, что нужно делать? Разделяя власть, и кнут и пряник. То есть технология и все остальное. Вот эти концепции, в том числе, это вот для этого. Медитации там, третий глаз, еще что-то. Это все вот оттуда идет. Если это все не надо, тогда соглашайтесь, что мы эти роботы какие-то. Как ресурс. Самый лучший человек. Вот говорят же, ресурс самый богат, ну, того, у кого нефть. Нет. Самый богатый этот ресурс ценный, это человек и его жизнь. И куда они идут? Вот теперь задайте вопрос, куда наши ресурсы народа уходят? И кто за ними стоит? Какие у них цели, намерения, что, кто, что.
Или этот, молитва нам поможет в этом. Там, где запросов, вопроса нету, там что, кто с неба, что, кто должен. Что с неба нам, что должны. Нам все дали, руки, ноги, чтобы мы развивались. Разум, ум, все дали. Дальше от человека зависит. Но если человек не хочет ничего делать, развиваться, то с неба молитвы, что, кто с неба, что, какие чудеса. Ладно, одному человеку какое-то чудо произойдет, внушили что-то, что-то. Ну, для народа это что дает? Поэтому Авзаги Тухан, вот вы говорите все за сохранение языка, но у вас неправильный подход. Вы должны связать, чтобы заинтересовать молодежь, вы им так должны объяснить, что это не просто язык, который буквальный, вот ничего не имеет значения, просто лишь бы надо знать остинский язык. А главное это что? Деньги там. Вы все акцентируете на деньги, поэтому мы слабеем. Ну, без экономики, конечно, как выживать, все, но от главного, то, что нас делает, кем мы были, есть и ценности. Но без этих ценностей порядка нету. Там, где порядка нету, там хаос, разрушение, вседозволенность. Там никогда порядка не будет. Если вот этой идеологии нету, то какой к черту там миллион осетин проект, вот один автор говорит. В чем суть этого проекта, за культуру говорит, когда он сам вообще знает о идеологии культуры. Нам не количество, а качество нужно. Если человек говорит, вот это вот так надо делать, а его никто не слушает, то зачем количество? Вот вы размножитесь, да, допустим. Точно такие же люди, да, большинство, которые не будут ценить нашу культуру. Зачем нам такие нужны? Для кого вы их опять плодите и размножаете? Для этих, чтобы на войну все это, там политика туда-сюда, приказы. Для чего вот интересно? Для каких ценностей мы хотим миллион осетин, рождаемость повысить? Вот в чем вопрос. Которые точно так же будут с ожирениями ходить и все остальное, не знать язык. Вот такие осетины. То есть у вас нет изначально 5 потенциала, да, то есть идеологии, и вы начинаете какие-то, вот сразу можно вычислить людей, как они относятся вообще, что для них культура. Если человек говорит о культуре сам не, ну, внешне может там отдел что-то там, но у него суть, цель главная это что-то бизнес, то это какой? Причем здесь это? Надо правильно расстановки сделать, приоритеты, на что главное, иначе. А если нет, то вообще надо забыть нам и о традиции, культуре, истории, и все, вообще тем больше не поднимать. И за вот соседями наши вот споры и вообще, а к черту, да, вот так что ли, как рассуждать? То есть такая большая история многовековая, и тут за один момент взять и все. У нас вот крайности. И фанатизм, много фанатизма, крайности. Зачем нам
историю она нужно ценить все, вдохновляться еще, хотя это идеализирование там. Но когда она не живет через потомков, то в чем суть этого идолопоклонства? Нам же интереснее мы сами кто, что мы сами создаем. А когда вот эти вульгарщина там повторяют, вместо того, чтобы самое неприятное, чтобы, из того, что у нас как наследие есть, реконструкции, все свою моду показывать, да, гордо представлять и гордиться, что мы круче любой европейской моды, тенденций. Эти тенденции наши предки покруче других несли еще в свои времена. Если их воссоздать, они еще красивее. А сейчас какие тенденции? Вы не видели, что за тенденции нас представляют? Черную одежду, минимум одежды, тонкая, черная что-то. И побольше открыться. Вот это что ли это? Тенденции. А в подтексте это вот именно распространение вульгарщины и дискредитация культуры, своих ценностей. И просто тупо подражанничество. А там развития нету. Так в чем наша современная вот эта мода, если она нам развития не дает? Сами мы ничего не создаем нового из своего. Не ценим, не создаем. Это говорит о том, что мы не идееспособны, ни творческого потенциала нету. Так в чем суть вот этого подражанничества там? Типа мы в ногу со временем идем. С каким временем? То есть у вас оторваны вы от реальности, потому что за всем этим идет политика и культура, и все остальное. Мода стала политическим инструментом по дискредитации нашей культуры. Да, у нас же такого не было, у нас неприемлемо было. Зато берете другую моду, сюда несете, которая дискредитирует нашу культуру. Кто вас воспитывает? Вы своей головой думаете, что она вам дает? Или безголовые, и вам кто-то надиктовал эту моду какую-то, да, и тенденции. Гордости ничего своего нету, и сюда несете черт знает что. И поведение соответствующее. Но представляете наш народ? В общем, Авзаги Тухангалама, Кадейла Даретама, Нурна, неке дзору, Евстактага, Гаутай Карцау, Ета дзорунца, Мукаги Кунадзорунца, от Енацауи, Адаймаги, Иронхкану, Ев, Аходагахурканзей принципиально. Есть семьи, я не говорю там, хотят, но когда свободно не разговаривают в обществе и вообще везде, то это теряется все. Если дети сегодня не говорят, то их дети вообще не будут говорить. Это 1000000%, я вам говорю. Если это никого не задевает, то все, крест. На вас осетинская культура, все закончилось. Там просто еще будет кто-то принципиально знать. Таких даже есть и в Турции, даже другие национальности изучают наш язык и знают разговорный. Вот наши соседи тоже есть, которые знают. Так какая разница между ними и вами тогда? Какие-то проекты. Надо всем... Если бы я президентом был, я бы всех заставил, моих депутатов в новостях всех говорить на осетинском. Как это сделал Кадыров. Как он сам одевается в гардероб, да, на национальный лад.
как он конкурсы устраивает, наблюдает, дает им возможность, поддерживает. Показуха, не показуха, там многие говорят, ну, вы даже показать, надо показывать, а как? Потому что где личное что-то в доме, а где общее в обществе. А здесь должны быть примеры. И вы представляете наш народ, а здесь уже принципиально надо по-другому как-то и одеваться, и вести себя. А не как многие. Раньше такого не было, многие там. И не сказать, что они малолетки. Взрослые же им по 16 харагияста. Масса сарибанечи, сацумуркахта, шесунца на лавочках. И... Ну надо же быть... Не... Вот представляете, насколько они тупые, чтобы не понимать, что там люди сидят, они как свиньи свои ноги грязные поднимают и вот так сидят. Кахта шесунца. Кстати, я так однажды взрослых тоже видел. То есть ты сам, где сидишь, пачкаешь свои грязные обуви, ставишь, а еще и другие, ну, настолько свиньей быть это вообще. Раньше люди более, ну, я такого раньше не видел, в обществе вообще, где люди ходят. Нурба хурита бата, идет, овсармина балкон, засарине чебали. Даунтей сберей на иристу. Да галаком райтунца вообще. Что-то надо делать, спасать ситуацию вообще. А потом, когда я слышу, кто-то где-то молится, что-то, молитва там, еще Бог дай, Бог. Что дай, когда вот на твоих глазах, и мы ничего не делаем, и дай, как попрощайки-то, иди мне, чигайнак ты хуже. Это же не наша культура. Цагай, байрай. Если кто-то меня услышал, посмотрит, то если вы это понимаете, что у нас национальная катастрофа, то начните принципиально с детьми на астинском говорить. Вставляйте хоть слово хотя бы. Вы же можете, родители могут. Манами школа марцома, неке нечи дзоры. Мана вола стадионе, неке. Тренера же могут. Почему тренера не... Самонадзоре это. Или спорттендер в Ассарине. Почему такие крайности? Надо объявить национальное, ну, что-то национальное, чтобы акцент сделать. Потому что если мы махкунар хайнут культура питания. Посмотрите, сколько с ожирениями ходит. У Тухамбаула на Шанханта берег Асхургу даранца. У Туханамаса и Зикурат, идите каунца, кавку-то чидерта. Они стройнее. А вы детей кормите всякими сладкими, пальмовой, там же вы суточной норму не учитываете. Сладкое, они как наркоманы уже. Постоянно им подавай сладкое, там, как собаки. Сделай это, сразу это. Сахар же тоже влияет на психику еще. Это порождение слабого поколения. Там. А представляете, сколько у них... Потом девушки, вот этими тонну краски, вот эти губы, там же я вам публиковал, оказывается, там в губных помадах там кадмий. Именно мозг сушится. А потом там силиконы все вот эти. И народный метил. Постоянно, представляете, сколько еще у вас денег на это уходит? Тонну красок. Это что, химия в кожу. Ладно еще, иди-то крем-то, ну, там, органический каким-нибудь можно там разобраться и ухаживать за собой, чистотой, эстетика. Ну, чтоб в рамках приличия было. Ну, не вот эти крокодили губы там. И маска, потому что вот недавно же вы слышали, там муж увидел без грима свою жену.
И он не узнал, чавр крокодилы, кехацер, да, и разошелся. А потом вы говорите, главное человек, главная душа. Просто Кабаразы сайразма парки фавитон бичеума кизга курита бата котун софанда тема замечаний скануфалма сырна бахастун. Азиота парки атанула стрит воркаут идиками парк. Майоме терики. Турникто Мауме адам равай бавай концо кастартан дартама Йоме идарди но ма караджей бата концо билтамон дарта. Ма идарде сама фахаркутон оудзон. Ма нечи. Ма сама хастак бацтон. Здесь люди ходят, говорю, вы здесь. О чем мы там мешаем? Да, при чем здесь мешаем, зон? Здесь не видишь же это. Дети ходят немного, у вас что это? Ты осетин, говорю, вообще или это? Я уже кипеть, злиться начал, и мне еще чуть-чуть надо было, я бы его в терек скинул. И девушка, хорошо, что девушка умнее оказалась, а не надо, Дан. А как бывает правило, парни хотят героями около своих казаться и начинают прыгать. И ничего, просто она пошли, ушли, и издалека он что-то как прыгает, она его держит. Я на него смотрю, говорю, попробовал бы он. Ну, я ему издалека говорю, что, а он там прыгает что-то. И точно так же было в парке там. Иран-то. Маса Караджебал, Кохтани Вартонца, Маса Ражилон, ты осетин что-то, и улыбаются. Ты же знаешь, что у нас. Маханта Берат, я хатиба Орловани Мачидар, стрип кафт каунца. 6, вот океан раньше, где на углу, проспект Мири Райдайн. Ма кизгацу, невазга баку тунца, вече, ма Адам цунцама, Адам банечи зорунца. Вот в чем дело. Равнодушие или что? Мадзон, что здесь? Стриптиз или что вы? Марать он оскорблять там, оскорбляет. Ты кто такой? Там, не брат, иди, пошел вон отсюда. Чидаруруса. Май, короче, фацавкотом. По щеке я и хорошо. Я там с другом был. Ну, я не кулаком, а просто ее. И она выпала. И сейчас дам парню позвоню. А я его уже настолько разозлился, что я говорю, давай звони. А этот, кто со мной был, он чидарфацы. Убежал, короче. Аже зоме гаршистон. Я очень разозлился, короче. И она не звонит что-то, или не знаю. Я стою, ничего. Где говорю, давай звони. Она ничего не звонит. Эти подруги ее тоже. Короче, не тормозан замазал. Маранда. Молодая Ардама, что-то изменилось. Нет, конечно, если не уже, И у меня комплекс уже. С чувством вины ухожу всегда. Вроде бы как надо, но когда такое сплошь и рядом, то получается вот что это. На самом деле они правы бывают, когда говорят, ты кто такой, да, потому что на самом деле
Потому что в обществе никто ничего нету, не такие, не все на закону бывают там. Нету закона, да, кто да как. И у них же своей головы нету. Ничего национального. Они русифицировались вообще. Не понимают таких элементарных вещей и привыкли или... Поэтому я и говорю, что патриоты должны что-то только... И начинают, вот это тоже дурная фраза уже, от которой надо избавиться, что все с семьи идет. Семьи-то, может, и воспитывает, а может и нет. А в обществе они вот так ведут. Значит, надо обществу воспитывать. Не быть равнодушным, а самим быть, да, примером. Да, если ты сам не культурный, матом, еще что-то, куришь, еще то, кому ты что замечанием, если ты сам не соответствуешь. Но опять-таки, а кто-то по гордыне скажет, а ты кто такой, пошел, что это моя жизнь. И в этом плане опять надо народу все это утверждать, до народа доносить, за круглым столом, все эти моменты, все вопросы поднимать, и чтобы все знали, что в фатче, что на фатче, почему, зачем нам это надо. И все будут тогда лучше понимать, и даже если вас будут знать, кто вы, да, сам, да, уже будут понимать. А если то кто что сделает. У них нету большинства связи, что они часть народа, у народа история, культура. Потому что разделили все. Я это я, Петя, Вася, главное деньги, там жениться, любовь, и все, работа. Вот что нам подменили. А если предки, то это прошлое, в кольчугах что-то делали, дикари. А если истина, то это религия. Вот где проблема. А на самом деле, твое «я», это и есть то, что тебе, твоя культура, как религия истины говорит. Кто ты, что твой язык несет. С какими истинами связан твой язык, культура, что... Она связана с историей, с ценностями, и ты ее носитель. Вот тогда сразу человек к себе приходит, то есть к своей базе, к стержню у него. И что главное? Что твои предки не где-то там, а это ты, и ты носитель ее культуры. А в культуре есть эти истины, которые ты несешь. Да, и когда мы говорим «аз», это не просто я, а тебе даются истины, что ты аздан, воздан, богоподобный. Это значит этикет, менталитет. Для чего? Чтобы порядок был, культура, то, что нас отличает от животных, божественное, то есть стержень. Тот, кто в мир хаоса несет гармонию. То, к чему должны люди стремиться, к духовному развитию, совершенству, а не деградировать. И уподобляться животным, и за животных, за собак начинают философствовать. До такого деградировать, что уже начали собак в пример приводить. Не надо ж до такого дойти. Где собака, где человек? Вместо того, чтобы человека в пример приводить, многие фанатики одержимые уподобились собаками, точно так же против людей что-то гавкают. И сравнивают там, за животных начинают философствовать. Да, это вообще... Потом неуважение и все остальное. Точно так же, как и феминистки, разницы нету. Одни фанатики этих, другие фанатики там еще чего-то. Крайности, одержимости, фанатизм. Вот этого у нас гармонии нет человека. Кто он, его предназначение, к чему должен стремиться человек. В обществе должны быть ценности.
который массово люди должны следовать, чтобы следовали за ними младшие и все остальные, человечество как ответственные. А нам все ценности разрушили, разэтали и делают, что хотят, будущее формируют, а мы как рабы, как эти. И все. Какие еще биороботы, если мы сами уже как биороботами стали? Что из нас еще биороботов делать? Скоро сделают, просто более эти станем железными и все. В Советском Союзе было массовое отравление колбасой, в котором был токсин, который обнаружили ботулотоксин, который сейчас колят себе бози силгой. А, это я не знал. Вот слышите, девушки, в Советском Союзе, да, колбасой с ботулотоксином травили, а вы колите. Приятно смотреть вот на вот есть же документальные старые фильмы советские вот времена, какие там женщины. В те времена тоже в юбках ходили, да, в Советском Союзе, но разница же есть, где вульгарщина, ну, на шалава, образ шалавы, которая свои ягодицы это. Но вот сейчас мода вот это, в тренажерном зале ягодицей ко всем поворачивается и упражнения делает, свою дырку всем рекламирует. То есть это же эротика, это же, ну, и это норма. И все там, а вина все, вот лайки кто ставят, вот эти озабоченные, тоже непонятно кто в обществе. То общество должно воспитывать, как и раньше было. У нас всегда общество воспитывало молодежь и все остальное, ценности. Но как они, просто приятно на них смотреть, нету тон грима более естественный, да, когда девушка более естественная. Вот в этом плане мусульманки, даже при том, что они там паранджу одевают, они не так используют. Ну, есть, да, есть, которые тоже силикон, и такого тоже много. Но в основном я замечаю, что они более естественные. Вот эти, у них не бывает ногтей вот этих. Что я вообще это не понимаю, мне это вообще некрасиво. Вот эти ногти, вот эти орлиные, что это такое вообще? Ими что вообще можно? Красиво, когда и более естественно ногти не накрашены, вот, красивые пальцы обычные. И вот наш сосед, кстати, на Марцонца, на Шенханта, вот они более... Но опять же, я не говорю о крайностях, это не значит паранджу одевать. Есть же, можно прилично и на свой национальный лад стиль. Вот, допустим, на мне же не натуральные вот газыри с этим спорохом, а чисто символически. Придает же они образ кавказца, да, наш этнический стиль. Есть такой у меня, есть свой стиль аса там с 3 пламенями. Своя шапка там, на скифский лад там. А почему девушкам нельзя свои мозги включить и умнее быть? Но нет, вместо этого насмотрелись там Дженнифер Лопез, это Лабаз, вот это Дженни. И подражайничают. Когда своей головы нету, когда достоинства нету головы и все, и начинают там, какая разница, она там нация, ну нации надо уважать, все, но при чем здесь это? Есть, должно же быть чувство там,
достоинство и все, что гордость. Если этого нет, то кто ты, что ты? Воин. Надо всем... Вот сюда грузинка приехала танцевать, и все начали там. Это вне политики. Сегодня это стало как политическим инструментом. В смысле вне политики. Когда весь народ там против России постоянно говорит, за оккупацию, за наш народ южный, то вообще странно получается, а нам тут петь что ли приезжает? Она кто такая? Кто ты, воин? Вне политики, как понять? И сегодня же бойцы говорят, что на стороне там с кем воюют тоже они же. А мы здесь концерты делаем, развлекаемся. Или вот, где немного рамок, Воздан. Или кто-то приезжает, эти крики сумасшедшие. Это же, Воздан потеряли, Воздан. Это не Воздан, это не просто, в смысле, стесняться, как тряпка, что-то, достоинства нет и там. Это наоборот, достоинство, гордость и свою культуру уважать, ценить. Это есть Воздан. Субординация, да, следить за языком, матом не говорить, еще заниматься физической культурой. Это понятие обширное. Как и Ахдау, как и наравне с Ахдау еще был термин, который больше даже применялся, фатка. То есть оно как вот, просто мы его уже не говорим. У Абаева почитайте тоже об этом, с историко-этимологическом словаре. Да, понятие. Говорят, а где у нас кодекс астинской чести? Вот это есть фатчи на фатчи двумя словами. А народ уже утверждал, что фатчи, что на фатчи. Самая сильная тенденция сегодня модная – это сила. Сильным надо быть, сила. От слова «щила». Девушки, наша сила, щила. Так оно и есть наша природа вторая, да, сила наша, щила. Поэтому они должны быть богинями и наоборот возвеличивать. И быть богинями, мы стремились быть богами. Как вот посмотришь на реконструкции, там Амазона, Калана, какая одежда с колокольчиками, какая санка была. А сейчас борцухи там какие-то непонятные еще что-то. Тогда тоже воинственные были девушки. А сейчас начали делить мужчин на женщин, как будто бы и принижать мужское достоинство, и ценить то деньги. Вот эти, которые сами из себя ничего не представляют, пустоголовые, и еще и хотят там суточную норму 1 миллион. За то, что типа космическую энергию дают. Да, надо неравнодушным быть, всем начать делать замечания. Да, надо быть самим тоже примером. А еще надо всем, да, открыться, каналы свои вести, чтобы вас знали. И вместе патриоты, кто есть, тоже понимают. Всем вместе надо все решать вопросы, и чтобы люди все видели. Нам надо порядок навести. Порядка не будет, там хаос, деградация. Мы на стадии катастрофа. Мы-то уже рагайдар на хеве.
Постоянно слышу, шафом. Какой шафом? Когда массово уже такое нормой стало, какой еще, куда еще? Мы тонем уже, мы тонем с другими. Мы тонем. Уже утонули. Из того мира что-то говорим. Куда еще? Но с другой стороны, это так пусть никто не подумает, что у нас плохо. Это самое лучшее. У нас, на самом деле, у нас лучше всех. Почему? Потому что здесь-то и надо как раз таки, если сила в том, что ты это понимаешь, осознаешь, это уже победа. Если ты признал поражение, ты уже победил. Все, мы победили. А теперь нам дается возможность проявить свои силы. Но вместо этого опять появятся такие, которые вместо того, чтобы направить свои силы в развитие и что-то делать, начнут там Герезак, наконец, туда-сюда, там, ничего не изменить, еще вот эти тупые, пророчества, Евангелие, что-то начнут говорить. Победа в том, что мы поняли, осознали, как суть дела. А наоборот, это великая сила, тебе дается все наследие, все. Вот как Задалеский, из всех, кто остался, Задалеский, она одна женщина, мужественная. Она могла убежать, и все, нас бы не было. Да, или может было, но... Она взяла на ее плечах вся история, весь, представляете, мурашки по коже, она взяла что в таких условиях. Она что, так рассуждала, как многие безголовые, что главное мужчина – это деньги. Какие деньги? У нее вообще, что у нее было? В пещерах она, даже при том, что когда она их упрятала, искали убить вообще всех, истребить. Детей всех. И это те были, кто истинную там исповедовал, что они там исповедовали. А мы должны у них плюсы искать. Какие плюсы к черту? Да, мы зависимы политически были, но... Сегодня то же самое. Но сегодня у нас другая крайность. У нас все есть, бери все, что хочешь, но... Это все технология, она с одной стороны дает нам возможность развития, с другой стороны контроль и зависимость. И в этом плане тоже надо позицию не жертвы включать, а хищника. Мы же барсы, а не суслики. Тогда суслика там изобразите. То есть надо рамки себе ставить, режим ограничивать, сила воли туда-сюда. Это специально. Да, дома ты в телефоне, а за этим вышел в город. Все надо использовать себе в развитии плюса, а не быть жертвой и слабаком. И технологию, и все. Вы же понимаете, что к чему, для чего она. Значит, мы сами должны что-то создать такое, и что еще лучше, но она будет служить нам и свои цели, свою. Типа перехвата правления. Наоборот, у тех, у кого сегодня больше, лучше там, где-то кто-то часто пример приводят, там, где там религия там часто приводят, там у нас такого нету, туда-сюда. Да, сплошь и рядом просто может и вскрытную. Во-вторых, это хуже, чем не ошибаться. Человек, чтобы был человеком, чтобы к своему уровню осознанию пришел, он жизненный опыт школы проходит, и это нормально. Поэтому, когда кто-то говорит, ты позоришь там, то есть не позоришь, а
нас золотая молодежь, и туда-сюда, никто не лучше кого-то. Наоборот, это нормально, просто надо это понять и уже формировать будущее. Как думаешь, грозит Осетии исламизация? Ну, если вот в Чекале, ну, опять обобщать нельзя, но вот в Чекале, допустим, очень сильная агитация идет ислама. Даже на похоронах ислам пытаются возвеличить, ну, типа это истинное, ну, типа такого. А все остальное типа неистинное. Вот, ну, зачем это надо на похоронах там, когда это не место для агитации, еще что-то. Ну, вот раньше такого не было. Ну, многие так не делают, но это вот столкнуться, один мулла какой-то, это. Еще у них здесь канал есть такой. Сколько раз я им отвечал, и в итоге ответа не услышал. Ну, один из них ответил, ну, типа, вообще непонятный ответ какой-то, странный он сделал. Надо всем старшим делать замечания, если один человек будет. Каким старшим? Чтобы старшие делали замечания. И в эфире что за выражение? 24 рамс. У тебя вместо рта дырка или что? Так, заблокировал я этого дырявого. Матом в эфире не говорите. Как теряется родной язык в общей наш, так и рассыхает понятие элементарного воспитания, сдержанности, да? Для этого туда и ходят. Оружие это у них. Часто слышу споры, кто осетинам ближе, кабардинцы или грузины, как ты считаешь? Смотря с каких, ну, взаимоотношения всегда были. Южанцы были ближе к грузинам, а дегорцы с тюрками, всю историю с тюрками. И ближе, когда к балкарцам, там тоже ассимилировал. Вот это Кабардино-Балкария, вообще там Западная Алания, вот Дегорская часть, их территории были именно где ныне Кабардино-Балкария. И вот там этот Асон, Асси были распространены, Аланы, Асси, Западная Алания, Асти горы. Это наши территории были, именно Дегорская часть. И когда, ну, тюрки у Алан были, служили, а потом тюрки, когда пришли, объединились, они эти отобрали, ну, в общем, в горы нас потеснили вот в нынешнее Дегорское ущелье. И мой предок в полном боевом снаряжении, говорят, пришел вот в нынешнее Дегорское ущелье, лес гор. Говорят, что там многие аланы тоже среди балкарцев ассимилировались. Вот туда приедешь, я там был, тоже фамилии похожие, Караев какие-то, и там есть малый Лешкен на Дегорском говорят. Или большой, или малый. У нас же Лешкен есть, а там тоже в Балкарии есть Лешкен. И там дегорцы живут. И там очень они, да, похожи. Я к однофамильцу туда ехал.
Но они тоже там забыли, а кто-то, да, и забыл язык и ассимилировался там. И по генетике он-то осетин, но забыл и культуру, язык. Но вот с этими, вот как историк наш говорил, Петр Козаев, что мы с этими смешались, хаты это наш тоже элемент этнический. И вот с адыгами, абхазами наши предки смешались, они да низкого роста были, дегорцы их тапанта называли, типа карлики. Насколько не я, вот как историк говорил. И вот наши предки сахатся с халомуланцем, а уйтухан на порода и уминки фанеллактеры. Хотя у нас, говорят, наложницами были и монголки, и тюрки, алан, поэтому свойственны разные стереотипы. Вот это то, что они голубоглазые, это миф светловолосый, разные стереотипы. Разные встречаются, но есть же вот что-то схожее, да, там, азиатского типа, там, монгол. Вот мне тоже часто говорят, но это вот из-за того, что наложницы были и тюрки эти, и мы смешались. И чистого ничего нету. Есть племена, которые в нашей среде ассимилировались вообще. И вот одно в нашем этносе сыграли роль вот тоже формирование адыги и абхазы. Они к нам Абазии, близкие, самые, так, если не ошибаюсь. Потом, в том числе и наши соседи в войнах, у них тоже от отцовской линии G2, у Остин много G2, G3. И G2. У нас наиболее просто распространенная G2, а у них G2. И у них тоже есть и G. Но это надо по ветвям смотреть. Это на отцовской линии, да, ничего особо. Хотя все равно факт. Но все на Кавказе распространены вот эти гаплогруппы. У кого-то в процентном соотношении больше, чего-то меньше. И также со сваннами у нас есть какая-то связь, сваны, именно сваны. У ингушей более 200 с чем-то фамилий остинских. Как один автор я опубликовал. Ингуши это по сути чеченцы и осетины, смесь. Но, конечно, несущая это нахоязычный, нахский элемент. И в их среде, как сегодня тоже публиковал, у Вика все знает. Там тоже, в их среде тоже ассимилировалось много остин. И много остинских фамилий. Недавно слышал один чеченец с фамилией Музаев. У нас тоже Музаев. Абай Вадим, боец, недавно выиграл UFC. У нас вот остинская фамилия Абаевых. Известная, большая фамилия. Гагиевы, Дудаевы, Джанаев еще есть, боец чеченский, тоже у нас такая фамилия Джанаев. Басаевы у нас есть и башни, все. Все это остинские. И генетика тоже подтверждает, что есть один чеченский историк Хасан Бакаев, умер он давно, Рухсак, вот, Царство Небесное, он тоже говорил, что есть один тейп, нашхойцы, у них тоже, я смотрел тоже где-то, у них тоже Г2, в общем. То есть это осетины, которые среди них ассимилировались. И они были частью вот аланской культуры, аланов, и
Поэтому там и останков находят аланских. Просто их ошибка в том, что когда они говорят аланы, надо всегда подчеркивать, что это осетины. Если ты говоришь, что мы аланы, то значит ты должен сказать, что я осетины. Потому что аланы есть асы, один из этнонимов. Где бы аланы ни были, они известны именно под этнонами асы. Не зря мы в кавказских танцах выкрикиваем асса, да? Венгерские ясы, аланы это те же, асуты, поэтому в какой-то мере они все части аланов. Но если ты не признаешь осетин и аланский, как аланский язык, все, то это уже проблема, это уже неправильно. Вот в чем косяк очень большой. Как будто мы не аланы, асы, осетины, а типа претендуем. Да, мы, конечно, не как аланы, скифы, сарматы там, как раньше мы ритуалы проводили. Многое мы забыли, опять-таки из-за поражения, и мы многое потеряли. Это же не значит, что теперь, раз мы это не делаем, что-то как аланы, там, коня в жертву, там, то есть, ну, вот это здесь склепы, это арийский тип, вот, когда арии, они не придавали земле тела над поверхностью, валмарта, вал. Это культ чисто тоже наш. И древнейшая культура, там, майкопская, кубанская, это все вот это единое. А со временем, конечно, и с политикой нас очень сильно и разделение произошло, и поэтому и вражда, и все остальное. Разделяй, властвуй. Поэтому ингуши это, на самом деле, их история, она начинается с того момента, как она Нахчи отделилась. Проблема в том, что им сначала надо признать, что они тейп Нахчи, и вот их история. Они споры идут, типа, где логика? Если отдельные от Нахчи, значит, тогда они к Нахчи не относятся. Но если ты тейп Нахчи, тогда тебе надо сначала говорить, что ты Нахчи, нахаязычный. Они... Большинство перешагивают это и тянут на себя нашу историю, мы аланы. И вся эта тема, аланские ворота и все остальное. Но это, наверное, именно вот те делают, которые осетины ассимилировались в их среде, и вот они такое мутят. Не могут себя найти. То ли они нахчи, то ли они осетины, аланы. По генетике может, но опять-таки здесь уже важная культура, язык. Но если ты не говоришь на аланском принятом мировой науке, лингвистике, что на каком языке они говорили, нашем, если ты не говоришь ничего, зачем эти споры? Если ты... Аланы это арии. Производная это Рианна, как Абаев переводит. Свое название Творца Хуцал. У Нахчи тоже Дели есть, но это все относится к нашей культуре, к пантеону, своей древнейшей религии, религиозному воззрению, культуре. Вот когда говорят, типа у нас просто традиции. Это не просто традиция, у него религиозная основа, как и у арабской культуры религиозная основа ислам, которая не приемлет ничего, кроме своей религии.
а у нас своя. Для меня самое главное бывает, если кто-то хочет Алланом быть, это вот есть там мусульмане, православные, буддисты, есть Алланы Арианна. Это есть носители своей духовно-религиозной культуры. Поэтому не просто так на нашем языке мы говорим Творец Хуцау, Хор или Хур, Хуцау. Обратно Цау, no? Обратно Рух, Дух, то есть Дух Творца. Это своя тема. И кто себя хочет Алланом быть, зачем им надо, они Алланами хотят быть, если они не признают это. И с их точки зрения ислама это неправильно. Так зачем это? Просто называться и все. Поэтому самое главное, кто тебе по духу близок, по культуре. А если ты эту культуру не воспринимаешь, зачем она тебе? И сразу видно бывает. Если человек говорит, что это бред, шайтан, какие-то арабские термины, понятия, это же не наше аланское. Так зачем эти аланы? А просто ты понимаешь, что это политические, все в политику переходит, и в борьбе за земли, всех интересует территории. Находят аланские захоронения, раз там аланы, значит это мы аланы, мы аланы. И вот этот тупой спор, а для чего? Опять для того, чтобы мы друг друга разделяли, и просто эта тема, аланы. А если углубиться в этногенез, там много каких племен, о которых вы даже и не упоминаете. А чем они менее достойнее? Они тоже сыграли роль в нашем этногенезе, но именно аланы. И в этом смысле Петр Кузьмич Козаев, он правильно говорит. Вот многие приводят его фразу, какие мы аланы, типа мы не аланы. Он этим просто хотел сказать, почему именно аланы, а не другие составные части нашего этноса. А именно вот за аланов зацепились, и потому что, да, они наиболее яркие, да, вот, в авангарде были. Ну а другие элементы, их же тоже ценить надо. Это мы есть. И зная о них, это делает нас богаче. Не из-за того, что делить или еще что-то. Не зря там дегорцы, кударцы, и все это тоже отдельные истории от одного общего, которые одни связаны со скифскими племенами, с сарматскими, у них отдельная история. Но со временем эти все родственные арийские племена объединились. И мы должны знать и отдельную часть нашей истории. А если мы забудем, вот как многие говорят, не надо делить народ на тех-то этих. А при чем здесь делить? А что, стереть память о других наших элементах? Это просто знание и делает нас богатыми, да. Потому что мы, если все забудем, зато другие были частью, там, сыграли роль вот тех, кого мы забыли, они себя им будут называться, но это же наша часть. Почему мы должны дискредитировать какой-то из этнонимов и ставить выше других? Типа одни Иратта, а дегорцы, а кударцы, а другие. Мы один уже народ, но каждый имеет свой тоже отдельный в корне историю. И никто не... Поэтому мы асы, аланы, и тем более осетины, да, Иратта. А осетины, он не переводится, это тоже отдельный этноним. На астинский он никак не переводится, осетин, ас. Он известен только под Ассон, Ассанта. Они, многие переводят Ирон. Это не Ирон на астинский. Ирон, более архаичная его форма произношения, как Петр Кузьмич Козаев говорил, и лингвисты. Сармата или Шармата.
ну, то есть сираки. Более его архаичное произношение сираки. Сарматы. И со временем С отпало и стало Ир, а соседи Хири. Они занимали центральную часть Кавказа. Дегорская часть, другая часть, она была, которую он связывал со скифскими племенами, в западной части, где ныне Кабардино-Балкария, там где-то, в общем, он говорил, при Кубани или... А потом, когда тюрки у нас эти земли отняли, мы вот к иронской части и смешали, ну, в общем. А кударцы, еще Петр Кузьмич Козаев говорит, встречается еще где-то в Белуджистане в виде Гуджарети. И там есть одна, тоже в провинции Гуджарети, до сих пор друг к другу там обращаются нар. Это тоже доказывает, что нарты это не сказки, а мы просто не говорим друг другу нарты, а там говорят нарья. И это тоже доказывает, что эти этнонимы не ущельные, как многие. Это просто осетины с Дегорского ущелья, это не ущельные, они именно заущельные, далеко уходящие образования. В Кангюе там, Уйсунне там, Юэджи, кто там. А дегорцев связывает кто-то с тогарами, тохарами, где у них был тотем, тигр тоже кошачий, тогар, тохарта. Тоже индоиранское, рийское племя какое-то. Ну, в этногенезе тоже Петр Кузьмич Козаев говорил. А другие там типа с Дюгерлеле, типа тюрки, с тюрками, смесь. А в карте Армении 19 века мы перечисляются аланские племена, одно из племен Ас-Тигор, не Дигор, а Тигор. Короче, вот так постепенно мы свои земли теряли, и вот с чем остались, с теми остались. И еще мы оккупировали всех. То есть нам так, еще наши земли, все, кто что мог, да, и там, где грузинское царство, кто там был? Царь Давид, Сослан, благодаря аланским воинам, которые, кстати, по-моему, против арабских завоевателей, на помощь сколько аланских воинов пришло. Об этом кто-нибудь сейчас говорит? И много где. А теперь все говорят, что мы их оккупировали. Это с малым, с тем, что мы остались. И то, наоборот, мы потеряли, отдали сколько. И еще мы тут пришлые цыгане, как там многие пишут. Хотя образно, если посмотришь, сами на цыган похожи. Джели в Амазонках. Фред, нам нужен такой, как Кадыров, как думаешь? Вам нужен, я вам нужен. Я вам не скажу, вы... У вас вечный культ этого. Ищите и как идола, ну, одни Джако, другой еще что-то.
И вы не понимаете, в чем сила народа. Вот смотрите, кто здесь главный. Вот на этот вопрос ответ, кто главный. Вот флаг. Вопрос, кто здесь главный? Видите, кто там? Джако там или кто там? Или кто у вас симпатизирует вам? Нету здесь глаз. Здесь главное что? Идеология, на основе которой в корне индоарийское, индоевропейское общество подразделялось. Его ценности у Аллагата 3 нартовских рода, утвержденные народом. Значит, все ценности утверждают кто? Люди, вся система. Там жреческое сословие, волхвы туда, Ахдау Кахаста, войны, кто нес этот Ахдау. И земледельцы. 3 ступени эволюции каждого человека, который достигал мудрости, совет старейшин, все остальное. Кто тут главный? Какой? Кто? Что? И что тут главное? В целом это дух народа. Вастырджи. Дух народа. Голова, руки, ноги. А это о чем говорит? Ваши, кому вы предпочитаете, они сегодня как деньги придут и уйдут, и все, нету. А если у вас ценностей не будет, которые вы не за деньги что-то делаете, а словом, то, что для вас свято, не утвердите, порядок. Вот. То есть это вот белые, это те законы, которые этому обществу давали что прежде всего? Порядок, то есть идеология, и стремление, цели, намерения. То, что испокон веков передавали, Фатка, и дальше несли те, кто в этом видел свою силу, святость. То есть там не было главный не было, поэтому у нас не было ни господинов, не было и касты, да, вот это, как у Шудры, Мудры, там, у этих индийцев. Это мы им туда принесли. Поэтому депутаты всякие или еще кого вы фанатеете от кого, они приходят и уходят, а наши ценности остаются вечными и сохраняются до тех пор, пока их народ, люди несут. Если нету, то в чем суть этих там? Как Кадыров, как у вас нету, правильно, поэтому вы разделены все, потому что идеологии нету. На все вопросы ответы вот в знамени, в вашем флаге. Кто вы по в корне вообще и по истории, идеология, и кто вы, как должно быть и как должно быть наше будущее. Вот все прописано в этих цветах флаги. Значит, кто главный, кто их вам несет, а кто кроме меня вам это говорит. Но видите, я тоже, меня может в любой момент не стать, а кто это будет понимать, и вы, народ поймет. Поэтому главный тот, кто вот наше знамя несет. А если в голове у многих кроме денег ничего нету, вместо 3 цветов доллар или еще что-то непонятно, ценностей, силикон и все остальное, еще фанатики чего-то, то где тут народ? Где народ? Кто тут главный? Нету никого. И нету тех, кто знамя будет нести. Потому что Ират Таразма это не просто вперед, буквально. И Аразма, Рааз, я есть свет, несущий свою культуру, идеологию, воин света. Свои тенденции, все свое развитие, все, что с развитием связано, ценностями, а не быть зависимым, как раб, ничего самим не создавать, подражайничать. Так какое мы знамя тогда несем? Несем ли мы? То есть многие даже не знают, что этот флаг был основан на основе Нартиады.
Поэтому там то арабские надписи кто-то пишет, то зеленый цвет, то еще что-то. Это даже незаконно. Поэтому главное это база, стержень. А это зависит от кого? От людей. Они главные, осетины, коренные жители Осетии, священной земли Иристон. Если этого нету, кто тут главный? Нету никого, ни главный, никого, ни каких-то там сакральные знания, расшифровки там, что непонятные знания, где это, что это. Миллион каких-то организаций еще по отдельности что-то там делают. А где единство, в чем оно? Что мы утверждаем? Какие ценности? И кто за ними идет, следует. Если бы это было, тогда бы никто в этот эротический стрип-танец папахой не надел и газыри вот такое выставил и показал наш народ. Как будто это нормально. То есть в голове у человека вообще непонятно, что за существо вообще. Я Кадырова в пример привел, как он сделал, что он, что бы о нем ни говорили, да, вот он, там много чего о нем говорят, но только умные, он же, видишь, понимает, что надо акцент сделать на национальном самосознании и строить национальную политику, и поэтому он принципиально, это память народа, это связь, это продолжение, поэтому он принципиально так сделал, да, что, как сказал, уволит тех, кто там на национальном языке не говорит. Значит, он умный, наверное. По крайней мере, то, что для культуры, что он делал, и акцент, это о многом говорит. А все остальное политика. Если человек зависим, что он может? Что он может, то делает. Не знаю. И мы сами не знаем, что там да как. Нам же легче со стороны смотрим и там какие-то. Но вот вообще я говорю именно этот момент. Даже вот мне понравилось, как он, помню, триколора нету, а видел, как он кросс бегал, и к нему народ присоединялся, и вместе бегали там. Вот такие моменты, конкурсы. Я бы тоже так политику вел, всегда бы конкурсы делал и поддерживал молодые потенциалы, чтобы они продолжали. Вот в таком духе надо. Если бы у меня деньги были, это бы очень быстро. Что тебе стоит организовать конкурсы на национальную тему? А здесь появляются какие-то, у кого денег много бывает, и начинают какие-то тупые конкурсы делать непонятные. Кто там что-то повторит, что-то непонятное, там, дурацкие какие-то. Денег много, а головы ничего, ни национального самосознания, ни вообще непонятно. Поэтому вот с такого надо брать пример. Вот возьмите даже, сколько, да, у него даже есть его, то ли дочь, или кто, Фирдаус, или как называется, у него на национальную тему они моду показывают. И у него у самого гардероб. Почему на Кавказе, вот из президентов, вот наш президент, почему в национальном не бывает? Битаров тот же везде. Вот это и показывает, что кому что интерес, какие. Если у них денег на культуру нету, то неужели нельзя самим, да, хотя бы одеться по-национальному? Но у них головы хватит только на то, что газыри и все. Возьми скифские реконструкции, эти на современный лад сделай, но не теряя образ скифа, сармата или алана, что-нибудь красивое. Но это и говорит,
как рабы, мышление раба системного. Этот галстуки, это как ошейники, этот. Кстати, это кто? Это же европейская мода. Они же против чего-то Европы. Зачем нам эти галстуки, бабочки европейские? У нас тоже вот эта мода. Осетинскую одевают это сверху, с фартку тихаться, и заправляют в европейские эти штаны, туфли европейские. Это что такое? Традиционный стиль, он свободный. И какие брюки? А обувь должна быть полустрогой, полуспорт, мягкая, как, что подходило. Силуэт должен, образ традиционный быть. А не короткая рубашка осетинская, заправленная. Или брюки эти строгие. Короче, меня сделайте там. Президентом ни в коем случае не это. Те, кто что-то хочет, просто, если как идея, что-то надо, подскажу, все. Или конкурс, или что, без разницы. Какой-то. Так что, в общем, я уже хватит на сегодня. Уже 23. А я еще даже, на программа еще тренировки. 15 минут небольшая. Ладно, всем правильных дорог. Если что, вопросы, все пишите, всегда рядом. Расфондать. Хорсунто.